Ассаламу алейкум Ларми Нохчи. Добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Будем ждать. Да, как бы ни пришлось, Гуна, нам с тобой очень долго ждать. Привет, привет. Салам алейкум всем моим братьям и подписчикам. Я нашел в старом кошельке у себя 100 баксов сегодня. Красавчик, братан, красавчик. От души, братан, поздравляю. Жалко, что у меня нету такого кошелька со 100 баками. Да, это приятная новость. Это приятная новость. Да, есть такое дело. Не без этого. Валикум ассалам. Какая новость? Это наш брат Бакар нашел у себя в кошельке в заначке 100 баксов. С чем мы его и поздравляем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракатуху. Рады видеть, рады слышать. Старогвардейцы подключаются, нет-нет, к субботнему эфиру. Башлам, ассаламу алейкум, мукшамуф, ва алейкум ассалам. Альхамдулилlah, мокшту, динду, живые, здоровые, грех жаловаться. Есть и на червях, найденных на дорогах. И там все уже написано, это не черви, это обычные личинки, которые выходят после весной, обычно оживают. Все там написано, ответы, экспертиза, заключение. Поэтому сей факт известен всем, кому неизвестен. Мы, в принципе, проинформировали. Вот. Так что
переживать за это не стоит. Вам вечер добрый. Живы, здоровы. По крайней мере, пока. Ва алейкум ассалам, Зелем. Башлам, у нас же нет ни одного тейпа, который имеет инородное происхождение, просто некоторые тейпы давали приют. Некоторым тейпам давали приют людям из других наций, которые находились в бегах или были обездоленными и искали приют. Да, именно так и есть. Но вот их, как ни странно, инородными тейпами записали наши этнографы. То есть они получили приют здесь, но их не стали приписывать к какому-либо тейпу. И записали их по происхождению. Небольшое количество. Поэтому они отмечены и у Амада Сулейманова, и у Натаева тоже. Они отмечены как инородные тейпы. То есть тейпы, которые в свое время получили убежище на территории Нохчичеве, которые сбежали от своих князей и остались у нас на нашей, как говорится, обетованной родине. Со временем, конечно же, они получили и поддержку от тех, ну, допустим, когда появился имамат, Северо-Кавказский Эмират или имамат Чечня и Дагестан, когда появился, многие тейпы были переселены тоже вместе, якобы, чтобы они вышли из-под протектората царской России. Это вот политика имама Шамиля была переселять с одной окраинности на другую окраинность, как и делалось и во всех других государствах, для того, чтобы как-то смешать народы, проживающие под его, как говорится, руководством. Да, говорится, что многие тейпы ушли во время, когда Шамиль ушел из Чечни, и его он сдался или пленили в Гунибе. Вот. Но вот эти инородные тейпы, которые в небольших количествах, снова же я хочу понять, это даже не 5% на всю территорию Чечни, они остались записаны как инородные тейпы, их не стали приписывать к чеченским тейпам. Вот. Те, которые вот, прошли этот институт Стубин-Вош, то есть стали под покровительствами более сильных тейпов, которые там захотели родства или там прожили 7 поколений, они, конечно, получили своеобразный статус, но остальные так и остались под названием своего происхождения. Об этом, конечно, многие пишут, но не говорят, что же правильно. Правильно ли было их называть именно представителями нашего народа, или же их стоило записывать как маленькие тейпы, поскольку их приравнивают, несмотря на то, что это соседние народы, на нашей территории их приравнивают только к тейпам, поскольку не считают их здесь за народ. На одной территории, тем более, если есть своя родина, а чтобы оставались на территории нашей родины, им статус народа не давали. Вот. Многие историки обсуждают, были они, не были они, что правильно, было ли им дать статус, там, грубо говоря, национальность нашу отдать, или же вот. Я считаю все-таки мудрое решение, что их оставили под названием своего, то есть как Всевышний Аллах, кем их как бы в этом мире они под своим названием должны быть. Вот. А те, которые, конечно же, получили, которые в родстве с нами, 8 или 9 поколений, это совсем уже прошли инициацию, которые полностью придерживаются наших правил, нашего менталитета, наш язык, утеряли даже собственный язык полностью. Вот этих людей это совсем иная каста людей. Ва алейкум ассалам.
Вот. Поэтому есть, конечно, вопросы с этими. Вчера мне буквально ночью, там чуть ли не до 3 часов ночи со мной переписывался один представитель сюли народа. Но вот этот человек там чуть ли меня не убеждал, что здесь 20-30 там сюлинских тухумов. И он не знает понятия тейпы и тухумы. Но потом, когда я попросил перечислить, он скидывает вот эти инородные тейпы, которые там плюс-минус 10 или 12 тейпов, небольших совсем, конечно же. Вот. Башлам, есть вопрос. До выселения нашей территории в стороны Дагестана, где было... Не понял я вопроса, как это вот сейчас совсем... Тимур, что ты имеешь в виду конкретно? Но это до выселения, это неправильно, конечно, будет. До выселения, это 44-й границы уже, допустим, Ауховский район присоединили к Дагестану с 1921 года. Другие части во время Терской области понемногу, и если ты имеешь в виду это. А после депортации, наверное, то, что отдали, это кусочек только Казиной, озеро Казиной Ам, который отдал Боков в 1983 году, небольшой кусочек земли. Ну вот с Казиной Ам, вот эту часть небольшую. Вот. Вроде бы больше никому ничего не отдавали. Вот. Насколько я помню, после 40-х годов, после депортации. А то, что заселены были, то, что поселили сюда другие тейпы, это вот правда. То есть здесь были наши территории вплоть до Шатоя, были заселены разными сюли тейпами, дагестанскими. Также были заселены горные части грузинами, осетинами, армянами. Небольшое, конечно, количество, но больше всех дагестанцев, конечно же, заселили на нашу территорию. Вот. И много материалов мы их опубликовали после возвращения, что не хотели возвращать. Это, вот, как говорится, национальность — это не титул и не ранг, чтобы ее раздавать. Дело не в том, что титул или ранг раздавать, не раздавать. Вопрос не в этом. Там не шла прямая, как бы, это в качестве, как примера, или там становится ли, есть или нету, являешься ли ты этой национальностью. Национальность — это врожденная, конечно, с кровью, но речь не об этом. Эти моменты и так известны, ясны. Вот. Валикум ассалам. Большие территории, очень сильные, это еще с начала, наверное, 18 века. Вот с этого периода начали терять огромные территории, включая вплоть до междуречия Терека и Сулака, который был выход на Каспийское море. Вот с тех пор начали терять. Во время Ермолова очень сильно потеряли. Вот. И дальше, как говорится. И только, наверное, возвращение в 1957 году, возвращение частично вот этих земель за Терека, Шелковского, Наурского района, частично Каргалиновского района, они частично возместили какие-то потерянные земли, где некогда проживал нохчий народ. Ну, это как бы мое личное мнение. Кто-то может согласиться с этим, кто-то может не согласиться, но факт остается фактом. Вот. Приобрести, конечно же, приобрели. Большой вопрос, самый сложный вопрос, и это всегда на Кавказе был, и есть, остается земельный вопрос. Зная это, Ермолов всяческого рода отбирал у коренных народов, которые противостоял им,
их земли, начиная, грубо говоря, там, адыги, нохчи, вот, их земли были, конечно же, очень сильно сокращены, как и население, в принципе, тоже. Вот. Наверное, это вот вторая волна после Тамерлана уничтожения, конечно же, народа. Что касается пришлой, не пришлой, опять же, земли всегда, когда становятся более или менее свободной, заселялись. То казаки подселяли казаков, то подселяли кумыков, то подселяли разных других аварцев, все или там. Вот. Ну, когда ногчий народ начинал возрождаться, восстанавливаться, они потихоньку свои исторические земли обратно заселяли, освобождали. И проживающие там, которые не могли или не хотели жить по тем правилам, которым проживают. Точно так же и Турловы, и остальные князья, и черкесские князья, кабардинские, черкесские, разницы нет, и кумыкские шамхалы, и нуцалы, таким же образом их и вытеснили с территории Чечни. Хотя первоначально их приглашали в качестве, там, чтобы не было никаких нападений, пока народ мог как-то реабилитироваться, восстановиться, возродиться, я бы сказал, не реабилитироваться, а возродиться. Вот, приглашали их, но потом, когда они становились уже ненужными, их потихоньку выпровождали, те, кто понимал. Тот, кто не понимал, бежал к царю, просил там земли, войска, чтобы они и дальше, как говорится, управляли этими землями, здесь были наместниками. Вот, как это было с некоторыми князьями, которые теряли очень много, в конце концов доходили до того, что за ними оставалось только вот их земельный участок, не больше, никаких сел, никаких больших земельных наделов за ними не оставляли. Вот, когда хозяин остановился об этом, и упоминается, многие историки сами говорят об этом, о том, что когда чеченцы начали приумножаться, они всегда переставали платить и выпровождали, отправляли обратно всех тех, кто некогда занимал чеченские земли, вот, исторические, с исторических, как говорится, земель. Вот, поэтому некоторые люди сегодня ошибочно считают, что там частично небольшие там районы Шаройского района или Ичкеринского района, которые когда-то приглашали в качестве, сами просили и приглашали сюда в качестве менеджера, они считают, что эти земли принадлежали им. Но, алейкум ассалам, но эти земли не принадлежали им, они были здесь просто-напросто нанятыми как бы управленцами. Сначала управленцами, потом уже они начали здесь подрабатывать, кто каменщиками, имеется не для строительства каменщики, добывать камень, кто там, я не знаю, чабанами и так далее и тому подобное. Ну, у зажиточных, те, кто богатый, кто имел большие наделы, нанимал. И также получали убежище разные мастера, которые занимались, делали какую-то там посуду, ну, особо важно. Им не разрешали селиться в селениях, чеченских селениях, где-то на окраине им позволяли, делали какую-то лачугу, чтобы они там открыли мастерскую, дабы какие-то нужды, как говорится, выполняли свою работу, ни больше, ни меньше. Ни землю, ни исторически, как говорится, какую-либо власть или наделы они не имели, просто по позволению. Как раз в этот же момент появилась вот эта тема, когда с сел люди приходили и сообщали, говорили: ты знаешь, кто ты такой, ты пришлый, ты такого-то, такого-то народа. Просто сообщали ему, хоть он прожил там 10 лет, 20 лет, хоть 100 лет, но ему сообщали, те, кто сообщал, конечно. Не могу сказать, что это было везде, правильно или неправильно, но, видать, время от времени давали им знать, что
о них знают. Вот. Но я опубликовал «Миру мир», думаю, повторять не стоит. Мне прислали несколько человек, и это как раз было недавно, 23 февраля опубликовали вот этот пост, по крайней мере. Но то, что мне скинули, я не знаю, насколько, что к чему. Ну вот якобы Ваха Алиев, который является исконно чеченцем, что он там написал письмо, там, и написано письмо там Ингуша Сталину. Это письмо не Ингуша, это письмо исконного чеченца, который проживал в Чечен-Ауле. Ну, остальное вы можете прочитать в этом посту. Ничего оскорбительного я не стал расписывать, что норнийцы очередной раз там и так далее и тому подобное. Люди должны прочитать, понять, что вот такие вот вещи делать неприемлемо. Есть, конечно, еще вопросы к нашим братьям кабардинцам, имеется в виду соседям, алейкум ассалам. Если кто-нибудь из адыгов зайдет в эфир, я бы хотел, чтобы они мне написали, и у меня будет вопрос по фотографии. Я не знаю, насколько это достоверно, но я начал сегодня проверять по данным, которые они закинули, вот этого старца, якобы являющегося кабардинцем. Я не знаю, фейк это, я не знаю, не фейк ли это. Но прежде чем опубликовать данный пост, я бы хотел поговорить с кем-нибудь из адыгов, черкесы, адыги, вот, кабардинцев, чтобы они мне дали полную ссылку на эту фотографию, где говорится, что этот старейшина является кабардинцем. По тем ссылкам, которые они вбили, я не нашел ничего подобного, нету этой фотографии. И мне хочется узнать, подделал эту фотографию, кто подделали. Ее подделали или кабардинцы, или чеченцы. Фотография, вот сейчас я вам постараюсь показать. Вот эта фотография. На ней указано, что там якобы, что этот старец является кабардинцем. Вот. Но я нашел оригинал этой фотографии, но на этой фотографии... тем, чтобы сейчас, подождите, видите, на этой фотографии написано «Кавказские типы» и написан старейшин как «чеченцы», чеченец точнее. Этот старейшина был чеченцем, или же этот старейшина был все-таки черкесом. Мне нужно узнать, поэтому я бы хотел, если кто-то из черкесов сегодня будет в эфире, я прошу, чтобы вы вышли в эфир со мной, имеется в виду, или написали, по крайней мере. Посмотрите, проверьте, насколько это достоверно. Чтобы как бы не было у нас вот таких, я не люблю, я сам, если это сделали наши, подделали, то я уже со своими как-нибудь разберусь и попрошу, чтобы вот такие фейки больше не допускались у нас. Если это сделали ваши, то надо уже сказать вашим, чтобы вот как-то это, такие вещи тоже недопустимы, тем более между братьями, адыгами и нохчи. По шапке нет, по шапке невозможно, просто автор как записал. Дело в том, что оригинально, имеется в виду оригинал какой на этой фотографии. Там на кабардинской фотографии, вот, где написано, что это кабардинец, они указали фамилию, но я зашел, начал искать фотографию по картотеке, нету в этой картотеке такой фотографии, где написано, что он черкес. То есть вот эту фотографию я не нашел. Сейчас, подождите. Выключи комментарий. Видите, вот здесь написано черкасиан, кабардиан написано, кабардинец. Якобы на фотографии написано, что он кабардинец. Я искал эту фотографию, но не нашел. Может быть, вот эту фотографию я нашел, но здесь написано немножко иное. Поэтому я бы хотел узнать оригинал этой фотографии, насколько это достоверно, недостоверно, посмотреть, кто все-таки занимается вот такими вот поддельными
как говорится, вещами. Ну, дело, конечно, Бларамберг. Я по шапке не буду, это надо по оригиналу смотреть фотографии. Автор записал его как так и нужно, чтобы было на этой фотографии. Если это кабардинец, пускай он будет кабардинцем. Если он нохчи, пускай будет нохчи. Но уже вот в 21 веке переделывать, как говорится, подтасовывать исторические какие-то фотографии, я считаю, что это некрасиво. У Садулги Хинского была такая же. Да, я видел. У многих была шапка такая же. Поэтому... Хамаш душу. Ибрахим, если в Ютубе смотрящие нас есть вопросы, пускай задают. Проблем с этим никаких нету. Задавайте, как говорится, вопросы. Ответим. Я, честно сказать, не сильно ищу, но когда присылают фотографию, Башлам и Турпал Айл Милутиеш из нашего фольклора или преданий. Вот самое худшее, что вот предание, фольклор, это вот регулировать никто не может сказать, кто это. Просто рассказали, легенда, сказка, мифы, очень много вот таких вещей, и сложно сказать, в чем правда, где ложь, где истина. У Василия Пота я читал, что это был беглый Али, араб из дома. Но здесь у каждого, видите, оно передавалось у каждого по-разному. Насколько это достоверно, насколько человек, который регистрировал или рассказывал вот эти вещи, делал это, как говорится, искренне. Пот мог это фиксировать именно таким образом, чтобы показать и оправдать свою войну или нападение на народы, которые якобы живут не на своей земле. Что делают потомки арабов там на земле Кавказа, грубо говоря. И, само собой, если они пришли, это благое дело, и земля это является не тех, как кто себя там называет, нохчу или чеченцы, а является якобы тех, кто заслуживает и более лояльны по отношению к царской России. Вот. Или же, с другой стороны, использовать этот же материал, сказать, вот видите, они потомки вот одного отца, а все, кто не написан вот в этой легенде, там, допустим, там, какой-либо другой чеченский тейп или варгар, все это уже не чистые, значит, остальные пришлые, остальные, все, кто остался, не больше. Послушай, как тебе там, Константина Кавкасионе, слушай, ты не надо здесь болтать языком. Если ты такой воин, не нужно сидеть в интернете, езжай, воюй туда. Здесь никто не обсуждает войны, здесь не обсуждает твою политику. Давай потихонечку собирай свои вещи и вперед. У тебя есть прекрасная возможность там доказать свои слова. Здесь болтуны не нужны. Поставил орла, написал там Кавкасиане и так далее. Сел восхвалять кого-то или чего-то.
Ты просто очередной болтун. Езжай туда и там доказывай. Здесь о политике ничего такого нету. Так, дальше. Поэтому касаемо легенд, мифов, нужно быть осторожнее, нужно смотреть. Но есть же версия, что на Ближнем Востоке имели влияние и переселенцы с Кавказа, так что неизвестно на самом деле произошел. Ну, видишь ли, вот как раз таки по этому вопросу мы говорили еще года 2-3 тому назад, это теория откуда Ноева ковчега. Откуда уже этот ковчег где сел и откуда вот дальше пошли люди. Есть предания, которые там даже наши там более взрослое поколение, которые говорят, что мы там произошли там. Один говорит, что произошли от Али, там, который племянник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Другие там другое говорят. Ну, говорят много чего. Вот рассказывали по поводу того, что приходили еще во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалам, нашего любимого пророка, там народ какой-то, которого звали Нахей, которые там истоптали обувь, им подали шкурки. Вы слышали, да, все это? Ну, когда мы начали проверять, оказывается, этот народ существует, и он есть в Йемене, этот народ, и он не относится к нам, и они являются арабами, один из тейпов, то ли йеменских, я не знаю. Вот. Это про них, не про нас. Хотя у нас это некоторые люди говорят, рассказывают, я не знаю, Аллаху алям. Поэтому религиозная тема мне немножко там, я от нее пытаюсь отдалиться. То же самое про пророков, что там от Мусы пророка, алейхиссалам, Нуха, алейхиссалам, или же Ибрахим, что он был нашего народа. Вот такие. Некоторые ушли вообще вперед, говорят, что они от Адама произошли, хотя от Адама и Евы произошли все. Ну, мало ли, что говорят. Надо, как говорится, в этом плане быть более объективными, не сочинять, не выдумывать. Вот. Если мы из Дамаска, там, из Шема, почему там, грубо говоря, гаплогруппа это очень сильно распространена в основном на Кавказе. Вот. Здесь вопрос. А те, которые есть, ну, никому не понравятся. Вот Муса Зурабов сказал, что произошли от арабов, но он там немножко слукавил, там не арабы написано, а написано, что от йеменских ашкенази, то есть это евреи. Вот, а у них в основном J2, там считается корень оттуда якобы. Но по всему миру более такое населенное, интенсивное J2 оказывается у нас здесь, в Центральном Кавказе. То есть вопросов очень много. Я думаю, все-таки Шем, имеется в виду шумеры, вот это больше подходит. Остальное... Давай, сейчас я тебе покажу. Смотри, удалить из прямого эфира, подтвердить, бисмилля, манкуртом и все вот эти лабуду свою рассказывай там. Жалко, что ты, конечно, не говорил про манкуртов, когда воевали 20 лет в Чечне. Вот. Или там, когда воевали на Ближнем Востоке, в Ираке, в Сирии и так далее и тому подобное. Там нужно было про манкуртов рассказывать, а не здесь. Балабулы, которые сидят, тексты печатают. Я даже знаю, откуда, как говорится, но не хочу, опять же, говорить, кто, поставив орла, там, закидывать сюда вот эти Филькины свои грамоты, не стоит. Вот. Мужество такому, как ты. Я очень надеюсь, люди, которые такую фитну распространяют, к ним постучаться и скажут, давай иди сюда, на 15 лет давай иди работай, батрачить, потому что разжигают. И так ситуация до предела накалена. Все нормальные, здравые люди думают о том, чтобы быстрее бы наступил мир, все бы это закончилось. Никто не любит войну. Поэтому сидишь здесь, болтаешь, чешешь языком, ва алейкум ассалам.
рассказываешь о каких-то манкуртах и так далее и тому подобное, когда идет операция, там, как она называется, денацификация, что ли, между Украиной и Россией. Ни Украина, ни Россия как таковой не являются чисто мусульманской. А мусульмане, конечно же, проживают везде. Зашел сюда, начал нести чушь и рассказывать мне про каких-то там, я не знаю, манкуртов и так далее и тому подобное. Что ж ты за такой мусульманин? Он в Палестине 60 или 70 лет убивает мусульман. Мусульман-уйгуров убивают, допустим, в Китае. Вон в Бирме убивали. Где был ты, балабол, бля? Нарисовал орел на аватарку, поставил, зашел, начинаешь стравливать и подначивать чеченские народы или там кавказские народы. Если мужества хватает, давай вперед. Бери оружие в руки, иди давай на войну. Покажи там, какой ты мужчина. А не здесь занимайся интернет-войнами, блядь. Герой мне тоже нашелся. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Не поддавайтесь провокациям, не пишите того, что не нужно писать. Еще раз предупреждаю своих подписчиков, пытаюсь уберечь вас от этой фитны, прошу, не поддавайтесь вот на такие провокации. Прилепив орла и поставив украинский флаг, он зашел здесь рассказывать, что кто есть кто. Так. Ну, что я так, манкурты, не манкурты? Какие манкурты, не манкурты? Что он пришел вместо обсуждать, блин? Манкурт бить, волю, болтуны и балаболы. Специально провоцирует людей, кто что скажет, кто что сделает. Я даже не удивлюсь, если он просто-напросто будет стукач обычный. Чья-то шестерка, которая собирает информацию, пока кто-либо что-либо скажет, а потом донести и сказать, вот там-то, там-то это говорили. И бахаса, братья и так далее и тому подобное. А в политику лезть зачем? Ладно, давайте дальше продолжать, задавайте вопросы. Мы продолжим отвечать на вопросы и будем говорить. Ибраим, у нас YouTube на связи. YouTube показывает, как там подключились, не подключились, есть кто-либо. Да, есть, конечно, рубль немножко обесценился. Ну что поделаешь. Я не знаю, честно сказать, заходил в разные магазины, люди все покупают вроде бы. Даже, я бы сказал, цены тоже подняли, но несмотря на это, люди все покупают. К этим людям, которые подняли искусственно цены, хотя товар был куплен по заниженной цене, я не знаю, какой у них в этом плане, это уже религиозные деятели должны сказать, 35 человек. Хорошо, брат, хорошо, ДРС. Вот, Башлам, какая самая распространенная группа ДНК? Где именно распространенная? Ты имеешь в виду здесь, на Кавказе, Центральном Кавказе или где? Это зависит от местности, в каждом регионе по-своему. Ну вот, Чечня, Дагестан, Ингушетия, это J1, J2. Очень сильно распространен. Потом идет L3 и Q1.
Там есть еще G2, есть еще R1B, кажется, есть еще, но это небольшие. Но с учетом того, что самое больше всего, самое большое в Чечне, это J2, J1, ну, как я сказал, L3 и Q. Чечня это вот в основном самые большие гаплогруппы. В Ингушетии тоже J2, J1, ну и остальные. В Дагестане в основном J1, если я не ошибаюсь, вроде бы так было там. Очень мало J2, L3 и Q вообще там нету, там потом идет R1B или что-то. Вот. Алейкум ассалам. Ну, вопросы, какие вопросы, я готов ответить. Давайте, задавайте вопросы, будем отвечать. Вот, если возможно, конечно, ответить. Есть много вопросов, которые мы не знаем. Жалко, что после эфиров заходит, потом мне начинают до чуть ли там не до 4 утра там мозг сносить. Некоторые сюли, там, онки и так далее и тому подобное. Заходили бы в эфир и здесь задавали бы вопросы, было бы проще. Дело не в Кавказе, имеется в виду. Дело именно в Центральном Кавказе идет речь. Чечня и Дагестан. Да, R1B есть тоже, я же говорю, есть. Асхаб Цуантро, ты ошибаешься. Их больше, чем 1%. Уже больше, чем 1%. 1%, то, что ты говоришь от 2 миллионов, это должно быть 2000 человек, если я не ошибаюсь. Правильно? 1% от 2 миллионов 2000? Или сколько? Ну, ты чисто если математически ты с математикой знаком, я хочу тебе, чтобы ты понимал. Просто если взять Энгной, Гуардлой, не считая уже Шуаной, у которых в основном гаплогруппа ДНК является Q1, уже за 100 тысяч. Вот. А это уже больше. Башлам бядкила алрой буй вала бахтаров сумхамца пючбютер бацас. Потому что дишни есть Q, мазархуа есть Q. Q очень много есть у кого из тайпов. Именно у чеченских тайпов. И не маленьких тайпов. Уардла не маленький тайп вовсе. Шоной тоже не маленький тайп. Энгной не маленький тайп. Вот поэтому про 1% кто-то тебе явно солгал. Лишние туда тоже входят. Алейкум ассалам. Нет, я вообще не сдавал тест. Ни биг никакой. Вообще не сдавал. Ну да, об этом же я и говорю. Ну, Пахрудин сказал, я понимаю, Асаб, но, может быть, сдали только 1% из всех сдавших. Может быть, Q поэтому он сказал. Мало кто сдал. Тогда зачем тратить время? В смысле, тогда зачем тратить время? На что? Люди задают вопросы, и мы отвечаем на вопросы.
Вот и все. Вот. Ну, проще сказать Алтай, наверное, сибирский или нет, не знаю, честно сказать. Я не знаю, что буду, но я знаю, что я ногчи, поэтому, в принципе, мне переживать за это не стоит. У нас и с материнской, и с отцовской стороны у меня чисто ногчи тейпы. Ну, те, которые сдали, да, Асхаб, наверное, они сдали. Это обозначает, что очень мало сдало людей из Хильдон. Это я допускаю, вот это, конечно же, да. Я сам не сдал. Сотайпан Эхшбату, я не сдавал ДНК. Брат сдал вроде бы в Германии, ему сказали, что у него J2. Но я не знаю, насколько это достоверно. И тест, это просто тест, который небольшой, не биг тест он сдал, а простой там сдал тест, который там $200 стоит. Насколько это достоверно, я не знаю. Башлам, ты видел, как Бузик Эхшбату. Ну, Бузуртанова такая вот привычка все приписывать, все плохо лежащее приписывать к себе. Ну, поздравляю, Асам. От души, брат, от души. Но он уже всех, кого можно, кого нельзя, там, вплоть до Бейной даже дошло, что Бейной, Шоной, Эхшбатой он уже приписал к ингушам. Пхамтой, Хаккой он тоже приписал к ингушам. Там уже у него все почти что стали ингушами. Бузуртанов великий сказочник, конечно. Пока живы, здоровы, все нормально функционирует. Сотайпан белх твою тест цейльчи сонохчи и сон каждый. Зерони. Сатер думаешь. Зерони боевой, еще что нет, городская боевая такая. Да, близкие родственники. Из близких кто? Из тайпов перечислить? Мелхи, Чартуай, Асайбешбаум. Уарсуай, Гунуай, Гендаргнуай. Это который ко мне по отцовской стороне. Чермуай, ну, Харачуай, Энгной, Зандхой, это который по отцовской. И из тех, которые кого я еще пропустил. Эхки, по материнской стороне. Варандой, Памтой, Хаккой, Нихлой. Это шатойский кластер. Тех, которые я помню. Вот. Это вот по материнской стороне. Что? Белхтуайбу, да. Это которые близкие, которые по крови близкие Бешбушу насайлаш. Но Уарствай само собой. Галга Тайпан тоже мои родственники. С
Шичой, ах, галгай бу. Тайпан галгай, буш у нас бьюш по кома, ногчи, буш тайпан галгай. Вот. Варствай, само собой, нейн авубуса. Нейн хвай, варствай бу. Бахтара, сон шабер, дегет сабон, шаму бада игди исла. Жай бу гергер. Живой. Живой оцара. Деши чуай, допустим, зантвай бу. Ас цуантрой алм аль цуантрой бу дер гергер. Гунуай бу. Шич берш, эрс нойд бу. Валейкум ассалам. Нет, дело не в том, что сомневались и сдали датсис. Сомневались и сдали датсис. Просто кто-то сдал эту халаритер, кто-то не сдал эту халаритер. Я абсолютно не переживаю за это. Просто сомнения, я Бог дусей. Вот сомнение у меня, почему у меня вот лысина. Вот это сомнение. У моего отца лысины не было, у дедушки лысины не было. По отцовской стороне почти ни у кого лысины не было, а вот по материнской стороне цанен ушу и вот. Башлам уарствуя войнах у хагергер, уарствуя войнах уй хагергер, войнах сагергер вац, уарствуя бу сагергер, войнах нету такого народа. Нету такого тайпа, нету такого народа. Для меня слово войнах это вот чужое. Имеется в виду за пределами раскош халга, войнах иду, а так один народ, одна история, одна культура, один язык. И худут цаха сон, но барк хажарц ночи бойс сон, сомнага хкирала сенус. Оно до назароне хаалвай, ночи высо, хотя примерно я нашел свои корни, откуда мы. Но по ДНК, откуда ты не можешь найти, ты можешь родство найти. Сесной айт халвай, шамешем бошлам забар юрас. Кейтерсо. Будер. Ну, бедной, хете бош бу. Овар длой бу. Овар длой шонай бу. Дена на харачой, царю иру, чермоя харачой ишбу. Кстати, цасюли ворсу экселан заявляет мне, что чунгруай сюли бубош. Адбадаэл бичуган ома ярил үстриш даже шлял хирвотха. Шац атюра ку бахцуа, юхша анди у бахцуа, юхша сюли у бахцуа. Авал басу анна хаялю цаха ома дурак ома ярил. Чунгруай нохчи тайп донал дам элерасин. Я нашел родных и от них узнал все. Аллах рейсха. Сирнах, это Сирноводский Ирнахам дац, а я год. Твою аватарку хочу я догнать, что обозначает Сирнах. Валейкум ассалам, Осман. Гуардлой, харачой. Ацуантру бубу, бакдуй башлам бакдац. Харачой, цуантрой, даже цата иден каяц. Понятно. Кэтон.
Хорошо, L3 бу, в основном шабеш, масана хил. А цуан троя J2 бу в основном. Дерез масана хил асаб. Вайгдалуш чунгаш, воинца шарик цадин. Братец в магазине девушка говорит сходу, хажа еще и телефон. Мелнехью. Она удивленно спрашивает, как ты узнал, что я ногчую? Я в ответ, я просто художник. Башлам, проблема с волосами, лысина передается только по материнской. Мотя, ты меня успокоил. Один, представляешь, только один дядя по материнской стороне, у меня лысый. Один. Остальные все шикарные шевелюру имеют. И вот тебе на. Вот такая вот ситуация. Понимаете, это вот, конечно, немножко... Друзья мои, дайте мне буквально 1 минуту, я быстро перезагружу и заходите обратно, не теряйтесь, прошу вас. Мы продолжим разговор с вами в эфире, поэтому, кому интересно, оставайтесь. У меня просто час закончился, и вот трафик нужно обновить. Если я не буду обновлять, к сожалению, я не смогу сохранить. Прошу вас не теряться, дайте мне буквально 1 минуту, и мы продолжим. Некий Расул задонатил, Расул дался, я, конечно, понимаю все, но ладно, я ничего не буду говорить, адытыр давай. Расул дался, был действительно эзашка соуда қыл, но тай положение дикция хильчица он перевод я бы наоборот, у него не дадой тардуасом, я все понимаю, но все-таки не стоит. Тхо на месте дуси сардака чинсан ба. Башлам, у нас теперь есть Галанчурский район, который раньше был Ачхой-Мартановский. У нас есть Галанчурский, у нас есть
Чеберлоевский, у нас есть Серноводский. Но Галанчожский и Чеберлоевский нужно восстановить, имеется в виду. Номинально они есть сейчас пока, а на бумаге официально еще нету. Поэтому ждем Галанчожский район, конечно, восстановим исконно. Нохчи, земля, история возрождается, родина возрождается. Все понемногу восстанавливаем. Да, ума. Декнек Хеду, Галанчожский район наш красавец, с каждым днем все красивее и красивее становится. Нет, еще его не восстановил. У нас, серьезно, у нас есть Чеберлоевский район. Да, есть номинально, есть, его скоро тоже, думаю, восстановят. Да, увидел седой. Ламберлин. Да, работает. Приходит, все работает у нас, все нормально. Виза работает, MasterCard работает. У меня все работает, иншаллах. Единственный, Инстаграм немножко сильно лагает. Почему, я не знаю, он не позволяет людям. Вот первую часть нашего эфира посетили почти что 300 человек в эфир. Посетили, но видите, он то ли выбрасывает, то ли не дает присоединиться. Показывает, уменьшает, ну вот, благодаря, я не знаю зачем, причем тут санкции против нас, но против простых людей, как говорится. Вот видите, новый человек создал, подписался, злой грузин аватарку создал и за шоками. И по маме, и по бабушке Чеберлай. PayPal вроде отрубили. Азамат у меня работает, не знаю. Только что проверял до того, как войти в Инстаграм, прямой эфир. У меня PayPal работает. Вчера один брат задонатил с Германии, Аллах дал, саадол. Вот. И то, что он прислал, все пришло, никаких проблем нету. В интернете очень много чего ходит, разное, но, по крайней мере, у меня работает. Не знаю. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Башлам. А вот Шумеры, это между реками Тигр, да. Да, Шумеры, это между Тигр и Ефрат. Да, есть такая новость, Азамат, я читал сегодня, видел я эту новость, но до того, как войти, зашел, мои 10 канадских долларов до сих пор там торчат. Программа работает, никаких проблем нету. Башла Майста на границе с Грузией граничит, но он полностью числится как составляющая там же не территория, которая осталась на стороне Грузии. Там есть немножко, но об этом я сделаю обязательно. У меня есть, там остались 2 села, кажется, остались в Грузии наших. Я раньше не думал, я не знал, что раньше есть, но сравнил, и вот так получилось, что, оказывается, 2 селения остались в Грузии. Курс нормально сейчас. Не знаю, нормально или нет, Азамат. Там 785 рублей. Это канадские доллары. Я их никак не могу снять. Там 10 канадских долларов. Если кто-нибудь из наших братьев из Канады хотя бы $1 еще не добавит, я не смогу их просто снять. 10 не снимается. Недостаточно сумму бы ушла. А так, баланс написано было приблизительно 785 рублей. То есть 10 канадских долларов 785 рублей. При покупке он, кажется, стоит за 100, кажется, 100 стоит или 98 стоит канадский доллар. Эти треклятые. У меня в прошлый раз тоже раньше было так. Но сейчас вот именно вот с канадскими этими долларами стоит. Цашива Шворовой Канадер подписан. Но их, я, кажется, потерял. Или они после этой Инстаграм атаки, Фейсбук атаки пропали. Так-то я одному написал, чтобы хотя бы цанке паришь. Хадает на ясюния, дадает на цаундайтит. Снять я так и не смог. Бисмилля. Вот так вот, братья мои. И сестры, братья и сестры.
Да, Башлам, Тахан Вейн, Дук Тейп наш Дук, Нохчичуа. Когда было на котле около 7, не около, но 63. Как тогда они сегодня столько много? Нохчуа 7007. Валла, Нохчуа, Сунум, Меттиган Бацонит, да. Я вот задумался, когда чешется, хотя Цаума, да, сейчас Авито выставить Цаумерса, Ибрахим, я и раньше спрашивал, слышал, так, сейчас я отвечу. По мере возможности эти тейпы 63, от них начали отходить гары некой, называться отдельными тейпами, и витать вот так и размножилось. Имею в виду начало и конец мира, брат, с той стороны, если правильно понимаю утверждение, что Нохчи потомки Нуха, алейхиссалам, может быть истина. И вот кто-то задонатил еще, прислал донат. Аллах дался Адуэл, через Сбербанк прислали. Ибрахим, я и раньше спрашивала, слышал ли Башлам. Это Руслан прислал, Битоков прислал, это наши братья, Адык прислал. Ибрахим, я раньше спрашивал, слышал ли Башлам об Гуно Алавди. Нет, не слышал, честно сказать. Не слышал, врать не буду. Гроза Кавказа, Башлам, Соук, Цен Алруда, Доктайпду, Алро, Доктайпду, Щеку, Яцтя. Алроид, Нохчмахоевский, большой тейп. Да, от Руслана, брата Адыга, донат пришел. Гуно Алавди я не слышал. Башлам. Вот на английском языке, так же как и мы, Ноя называют Ноах. К чему такое совпадение? Главное слово здесь совпадение. Не знаю, Ваша, там многие слова совпадают с английским, немецкими. Ва алейкум ассалам, братьям Адыгам. Братьям Адыге. Ахмед Сайпулаев. Совпадение очень сильно, конечно. Алейкум ассалам. Был твой Shadow Нохчи тейп, но что родственный. А так, нет, это, конечно, есть такая машина, называется Toyota Glass, Toyota Noah, то есть, не знаю, Ваша, возможно, есть. Я знаю о Тойотах немного. Шо? Какие вопросы задаем? Задаем-с. Конечно, приятно, когда видишь старых друзей. Рамазоти. Я не знаю, Рамазоти заходит иногда. Башлам, как думаешь, везде чеченцев рекламировать? Это к добру. Башлам, так приятно тебя видеть. Здравия. Спасибо большое, Дикусу Ислам. Умар, к добру ли или нет, знает только Всевышний Аллах. Показывать, распространять недостоверную информацию, это не к добру. Недостоверную информацию. А так, я не знаю уже. Тут разговор, как говорится, на $1 000 000.
об этом нужно обсуждать тет-а-тет. Есть плюсы, есть минусы. Башлам хатор ворхон стенгерцане. Почему-то сегодня все хотят, чтобы я туда каким-то образом поехал. Намекают, говорят, я не знаю, зачем. Ассаламу алейкум. Сохон блоки вахитер Абу Хамза Арби Никег. Абу Хамза Арби Никег. Сонохчи утай панбену. Жоби некега рахус хатар жваб далиши йош дацер. Арби асху блоки мацуатна саадатан блоки ватинвац. Аккуратно уллиху маяхит. Омар Варвал вез цаю, что Башлам, ты сегодня не будешь читать книгу Хасана. Я зачитаю. Мы можем зачитать, конечно же. Книга у нас под рукой. Мы посмотрим, выберем один параграф. Небольшое зачитаем. Те, которые мы еще не читали. Вот есть здесь лингвистические, есть здесь, допустим, о времени, Бусовом, о вожде Божий и племени Антов есть такой небольшой. Что еще есть? Засекреченная свадьба Ивана Грозного мы читали. Это Мария Темрюковна, Ивана Грозного. Я его отправил. Я отправил. Вот так. Уважаемые мои друзья, касаемо военной тематики, вопросы о войне не задавайте. Это, если вы не пытаетесь провоцировать людей. Значение урартского имени Руса мы читали. Я зачитывал его тоже у нас. Сейчас. Так. Бузуртанову очень не понравилась «Сатир-пьяница» книги. Нет, я целую книгу не буду читать. Здесь короткие параграфы есть. Поэтому там, где есть коротко написано, только их зачитываем. Абу Хамза Арби Башлам Нохчи Гаски Хабуэль Бош Уэрдера. Я видел этот ролик, вы ошиблись. Этот ролик мне прислали, и ролик сюгяет нашун, и ролика, если вы про этот ролик, который, я не хотел его публиковать, но это школьный ролик, это написано, он рассказывает, это дети рассказывают со стороны славян. То есть им задается тематика, преподаватель задает. Украинцы, белорусы и русские, являются ли это одним народом? И они уже отвечают, как будто бы они белорусы или украинцы или русские, отвечают на вопросы и говорят, что произошли от русских, произошли белорусы и украинцы. Это не имеет никакого отношения к чеченцам. Чеченцы никогда в жизни не произошли ни по ДНК, ни по какому от русских, и нету плохого, мы не говорим, что русские плохие, чеченцы хорошие, но этот ролик вырезан недальновидным человеком, у которого мозгов не хватило понять, о чем идет речь. Это вот программа образования, там задаются вопросы о том, что всем чеченцам, которые распространяют этот ролик, хочу довести до вас. И блогера, который закинул этот ролик, который мне скинули. Уважаемый, я надеюсь, ты Нохчи, если ты проживаешь за границей, во Франции, в Германии, такой же Нохчи, как и мы, хайнцеху ага мадиц, им задают вопрос о том,
единый ли народ, украинцы, белорусы и русские. И речь идет об этом. И рассказывают чеченские дети о православии, о белорусах, о украинцах, о русских. Эта тематика непосредственно касаемо этих народов. И они говорят, что мы все православные, имеется в виду украинцы, белорусы, русские. Понимаете? А они говорят, что мы все один народ. Произошли там от Киевской Руси произошли, или из Московии произошли. Правильно, неправильно, это другой вопрос. Если ты, Абу Хамза, задаешь вопрос, посмотрев этот ролик, и задаешь мне, говоришь о том, что как ты относишься, что произошли от русских, я тебе хочу сказать, не позорься. Саваш, ханте яхцадоч, хан сауг, мадислаха, и ролик ты рахаястала. Ногчи произошли от пророка Нуха, алейхиссалам, и ведут свой род от него. Цигер хадош дуиз, иншаллах, иштхилла дуи хик дуиз. Русские это православные, это белорусы, украинцы, это вот все одно. Это не имеет отношения. Шейнцоу, что мне человек 20-30 скинули этот ролик, как будто бы в Чечне все раздают там детям, обучают, что они произошли от русских. Вы сами как шеш уайлейш йолак штехкин масана ламаз амди хор школя бусулдин амди шамелдик амди бохша бусулдин дажваш нохчи чуаха нохчи мат амбоч. Каждый день чеченского языка, день чеченского флага, день чеченской конституции, день чеченской истории бож. Как вы могли вообще даже подумать об этом? Там речь идет о белорусах, украинцах и русских. Являются ли они православными? Да, они являются православными. Являются ли они братьями? Да, они являются братьями. По крайней мере, по той книге. Я вас прошу, ради Аллаха, не распространяйте эту чушь и ерунду. Не заставляйте меня говорить, что вы такие же норнийцы. Ну как можно было из контекста вырезать телефон, записать, как будто бы чеченцы говорят, что они произошли от русских? Мне хватает вот пару вырезанных роликов от нашего этнографа, который даже Сюли мне вчера прислал ролик и говорит, наших 20 тухумов среди вашего народа был. Что дебил один, Сюли мне рассказывает сказки, блин. Я ему объясняю, во-первых, не тухума, а тейпы. Во-вторых, инородные тейпы, то, что здесь живут, их с гулькин хвостик. Из 2 миллионов чеченцев их нету даже 2% нету. А даже те, которые есть, не хотят сегодня называться Сюли. И вообще не хотят, чтобы с той стороны были. Тхонох чидубош ашвуш. Потому что здесь прожили уже 7 поколений. Потому что они только чеченский язык знают. Потому что они только культуру, язык, все соблюдают чеченское. Поэтому болтать языком, чесать, асхуик цабах он именно арби. Но вот этот ролик не распространяйте. Мадил, нахал, магайт шайсуантал, не показывайте свою необразованность. Я только когда начал смотреть, я сразу это понял. Там же четко видно, что учительница задает вопросы и говорит об этом. Являются ли белорусы, украинцы и русские братьями, единым народом, или это отдельные народы? И девочка встает, или мальчик встает, дает ответ сначала, потом дает девочка ответ. Первый рассказывает о единстве народа, второй рассказывает о вере и веропроисхождении этих народов. Что белорусы, украинцы, русские православные, что у них один корень. А наши ногчи взяли, включая те, которые проживают в Европе, называющие себя блогером, как мог такой ролик закинуть к себе? Как можно было это допустить даже? Лишний раз просто опозорился.
И что демегер молодец, это за каждое слово только непонимающие, только необразованные люди делают такое. Неважно, и милого Аллаха. Мне прислали несколько версий его. Многие прислали, и которые не блогеры прислали мне. Хонгини Башлам, как ты относишься, вот как должно быть. Я вам еще раз говорю, вежри, нохчи чуах, нохчел душун. Имеется в виду школы, садики, университеты. Йоллак, гиллак, йоцу малелия, чаксагу шалумш малелия. Нохчи муат амбия. Цах нохчи муат битит, нохчи цэш тавк. Юрча нохчи цэш метхития, урмаша нохчи цэш метхития. Аэропорт, больнич, массухум нохчел бош. Ю диандя что, рау, а нас заснять вина, и хума чукруща, гарбошту. Смотрите, хумш. Шон шейнца, ой гаских мишги хадил доци, эрси хадил доци, шуцау штуой. Алейкум ассалам, это не дает повода приписывать себя к другому народу или к другому отцу, хоть они 1000 лет прожили среди нас, но что другие нации. Я знаю Кавказ, сейчас речь не об этом была. Хусейн, там закинули ролик, где дети в школе рассказывают, как будто они белорусы, украинцы, русские, рассказывают, что мы произошли там от русских. И ногчи беш дючдолдера закинули ролик, как будто бы ногчи говорят, что они произошли от русских. То есть, ну, ладно. Генца бюллаш, бух хайкан кибаш, хайкан цани баш, ген бюлбац. Или засняли неправильно, или подсняли неправильно. Я не знаю, кто. Пусть крышу массерия башлам, успокоится. Да я спокоен. Со поргату, со сихлушвац. Но хоцаберш, цаца гасхи муаттант, хари ожид, валла дати ишт. Нохчи муат биц, массара духа болчар, ара он нохчи хал ойбш, душон куза. Цаца перегибший, и он шеца дышит. Я говорю, дошкольное образование, школьное образование, университеты. Массара нохчел дицхач, массара лилош душуне. Хуняден гасқыш хадилду, йоқар, вай цанна хадилдац. Вай нохчиду. Ворх барх ис ит масу, эзер шала, вай нохчидош, хадякнаду. Вай дай нохчи хилбу. Вай махкан дайду вай. Вай нохчи муат бувай. Нохчи циду вай. Бусул бадош дюхар. Хоцаха керст хили, гаск хили, ари ваджи бош. Цадават. Цацил политический момент, что юг вписывать мои. Политика политикой, народ народом. Бусул бхаларцане, динцане, талушту. Кегерхуай, кеги школшка, аборша, рузбан белх, ламаз дяшбу. Хоквал кеги беш дорша. Марнеш бетнешка, марнеш колбшбу. Маша Аллах, хафиш, варнеш амаш, дукка беш ду. Бعنешка, حق يعتسا إهم ديتسا نيس داتسي شادك ديك دوبوش غودو بيعشا نيس داتسي дикниг не слушай, дикниг, о, жим, да не слушай. У нас нету людей, которые сидят в подворотнях, бухают, анашу курят, кидек, нету этого. Да, у ахира даться вообще. Окстак, хаокшхайна, сигарки уштак гуруатсон. Дети молодые, 10-12 лет пропускают людей. Бокна хабошен нет быть уже. Вала соокова сунцагет соок. 2-3 класс ербери хукварт хилбиз. Ок зудиошхена, ок сохаошхена нет мабитсон. Кеги беш мадуш. Уаз доцег мацедолит. А это город, а с юрта вообще чодуй.
Gala dolşa etso gıl kılar diyaştu. Gıl diyan diyaştu nokçu çuğa. Da az gunik da sabah şun gunik do şadik dik du sabah. Gunik har saniş bu. No dikniş alsam o bu. Sondere ve çağaskı hadıl dat. Müjgi hadıl dat. Ya jükti hadıl dat. Ya örsi hadıl dat. Вот. Ну, поймарах. Иншалла, да, адвак тиеш тош, сунгер доин, да, цона хадол шаду, да, иштхир дошту. Иншалла. Двак тиешаду. Шен луак мишги хавелла хил, шен луак жукти хавелла хил, шен луак хилир. Вай бусул бадош, вай нохчиду. Гилла, куллах, уазденгел. Башлам, в Дагестане живут рядом 7 поколений. Это они пускай решают. Я за них не буду решать. Я скажу так, они прожили там 7 поколений, 10 поколений. Если они говорят, что они сюли, то они сюли. Если они, несмотря на то, что проживают 1000 лет, ауховцы проживают на этих землях. 1000 лет. Хорошо, пускай с 15-16 века, как некоторые чеченофобы любят говорить ауховцам, что они пришли в 18-м, 200, 300 лет живут в Аухе. Почему ауховцы говорят, что они нохчи? Если живут среди сюли и называют себя сюли, пускай и остаются сюли. Ща нохчи волчу, ща нохчи уэду. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Мы никого насильно не притягиваем и не тянем. Ой, беш вайн туарбу. Да, ладибшду, дюшду, дехшду. Ит миллион хала, ба миллион хала. Поэтому вот эти сопли разводить, хотят, не хотят, достойные. Почему в 200 лет проживают в Панкисе кистинцы, чеченцы, нохчи? Почему они не говорят, что они грузины? Почему они не говорят, что кистинцы это отдельный народ? Город Эндерей вам знаком? Да. Не знаю сейчас, город он или нет, но ранее был в историческом плане Эндерей знаком мне. Эндерей. Знаком. Вот. Поэтому я за то, чтобы каждый называл себя так, как он хочет. Приписывать мы никого не будем. Насильно заставляем. Наше дело сказать, если ты появился от чеченского рода, будь любезен, останься таким же. Это только нам и надо учиться и размножаться до 10 и более миллионов. Да, Усай? Абсолютно верно. Насколько я знаю, Эндери был селом, был ли он городом, может быть, был исторически, кто-то называл его городом. Сегодня два параграфа из книги нашего уважаемого Хасана Бакаева мы зачитаем. Не сейчас, а вообще, когда вы будете готовы. Кавказиане и кабанцы называется параграф. О кабанцах очень много говорилось, часто задавались вопросы. Там 2-3 листочка, 2-3 листа, не так много. Когда вы будете готовы, мы, иншаллах, зачитаем их. А это видео прошу не распространять. Если вы увидите это видео, можете сказать, что эти детишки отвечают на уроки, кто такие белорусы, украинцы и русские друг другу. О их веровании, об их происхождении, об их корнях. И никакого отношения к чеченцам они не имеют, кроме как соседствующих. Башлам. Хил целаруш адбит твой должду дауа. Башлам.
Хил цела эршд. Адбит вай. Доуш туда. Хейтисо. Хил цауш беш адбит бая. И бакаса я и не приписываю. Если они 10, 20, хоть 100 поколений проживут, они должны знать, кем они являются. Они достойные потомки чеченского народа. Если они не хотят быть достойными потомками чеченского народа, пускай будут теми, кем они хотят. Насильно мы никого не заставим. Но зная, кто они, где их корни и все остальное, если после этого они говорят, то все равно, там, я не знаю, газгум киду, ясюли ду, ягум киду, не надо этих людей трогать, пускай будут теми, кем они хотят. И в судный день перед Всевышним Аллахом с нас не убудет, потому что мы сказали, что можно, что нельзя. И тут дело не в национализме вовсе. Со северя вудхо разный тайпан дукуза цатайпнаш хиржен дац о тхо цанох чиду, это нас соединяет. Маша Аллах, идикхабу. Идикхабу. Нерес хилда лухдалу. Вот, поэтому каждому свое. Одно дело люди, которые не знают, подсказать, а другое дело утверждать и насильно пытаться перетянуть. Не нужно перетягивать насильно никого. Вот. Варандоя исконно чисто ногчи тайп. Очень древний тайп. Чеченский ногчи тайп исконный. Хабиб. Дела вока. Сарила довольше. Так. Ты хочешь знать правду? Если задаешь такой вопрос. Да, задонатили 103 рубля. Все. Я ответил на твой вопрос. Если ты так сильно интересовался, 103 рубля задонатили. Да. Я запрос отправил, Башлам. Ты запрос отправил, я принял. Но с таким инстаграмом, я не знаю почему, но ты не принимаешься. Или у тебя интернет слабый, или что, я не знаю. Я принял запрос. Если запрос не доходит, значит интернет слабый, и он. Я ни у кого ничего не прошу. Донат — это добровольное пожертвование. Кто хочет, тот донатит. Кто не хочет, не донатит. Ты что думал, что я сейчас скажу 10 тысяч, что ли, задонатили? Да ладно, уйди, честно сказать. То у вас война, то у вас донаты, то у вас другое. Что вы ноете, как баба, я не знаю. Когда что-либо придет, я скажу, не переживай. Ерундой страдаете вы. Так, дальше задавайте вопросы. Что можно сказать еще? А вы читали про Воронцова? Про Воронцова полная чушь. Тайп Варандуай, как минимум, фиксируется на картах 7 века. Воронцов, который рассказывает сказки и байки, умственно отсталые люди, пришел на Кавказ в 19 веке. Варандуай Тайп существует, на картах указано, как минимум 6-7 века указано. И я надеюсь, что Карим Хромо, я не знаю, как у тебя, или Ромо, или как тебя там иначе, Варандой не имеют никакого отношения к Воронцову, кроме того, что Воронцов делал экспедицию в сторону там Шатойского района и так далее и тому подобное. Тогда, если мы будем называть всех по именам генералов, которые прошли через Кавказскую войну, Дагестан будет Грабовский тайп, и Борятинский тайп, и Евдокимовский тайп, и Потто тайп, и так далее и тому подобное. И Дагестан, и Ингушетия будет точно так же, начиная и Ермоловский тайп, и Воронцовский тайп, и Евдокимовский тайп, и Поттовский тайп, и много, и Слепцов тайп.
потому что много каких генералов побывало на Кавказе. Мы не давали тейпам названия по именам генералов. Это говорят только те, у кого сами являются умственно отсталыми и больными людьми. Исконно ногчи тейпы, такие как Варандуай, Эрснуай, Гунуай, не имеют никакого отношения. И сестра залпа задонатила, залпа дал саадуэл, дал духяхуэль, будиснак, эзашка соудолил. Вот. Поэтому неграмотным и безграмотным людям всего не объяснишь, конечно. Но тейп Варандой никогда и никем, никаким генералом не был заложен. Еще раз повторюсь, Варандой есть на картах, древних картах 6-7 веков, как и Галай. Это всего лишь одна из только доказательств. А так я знаю, у Хасана Бакаева есть с Арцаха, Варандой, это еще с древней истории нашей. Согушу уйбах арбис, хогушу арби. Башлам. Дим нохчему жим немецкий бейцун Петр дер дюйцер. Башлам. Жим нохчему жим немецкий бейцун Петр. Немцу ему вайн хушдац. Нохчему вайнха, амма قطوع черкази бу сюли бу قبش бу церге вайна маргалш يوزي خائت ديتسش دوزي خائت أس مشجي ما تعدوتي تعنا نو مخيت نوخشي ما تصوش يدين بتصوش يا بيتصخوشي داتشون هم وين جمجي ما محتخ بيز وين علم دوي وعلم عام وش دوي تاري الله هم لخر دوتي خائت الحمد يشدو شنوي شون خائت باخس شون نقطة يشون دات. Дальше вопросы. Сахаттан Джохдал Ишьяцер. Арби 80-99. Хахухаттар дутиеш. Хаттасю. Асхуега نقشي أحسوق نقشي غاسقش حبل بوي الخطر حسوق دوش ولا أسحوق يوت أخد أبا إي بوش وجه كوارتن ديكوات أي حيا وش وجه كوارتن ديكوات نقشي مش جخ أرسيخ حبل بات كرس شارع حبل بات غاسقش حبل بات قي هما تعادي سونتا أي خطر دوش دلا والله إيه صح تعديس نقص ساعة سوما جواب اللقص يدرون كيكلاس ديتسز ديسنج مش قش حدل دو غاس قش حدل دو والله بس خدايشم ساسون يخلوك شو جم شيلا خل إيه هو بو ديك بو سباوي نو نخشي قومن دات غاس قش حدل يسولي ش حدل دات يغلغ ش حدل دات يجوزش حديل دات يهيرش حديل دات так задавайте вопросы, если у вас есть ютубовские вопросы есть или нету, задавайте. Минура Ибраим, если есть в ютубе вопросы, тоже задавайте. И потом мы про кабанцев немножко прочитаем. Что же говорит о кабанцах наш уважаемый Хасан Бакаев в своей книге «Вой школе абеш дючду и дела видео». عربي حقيقي وريع صواب شيء يقولوا شوريع هيت إيه صح تعديس ناس إيه فيديو خلات إيه صح تعديس ناس إيه فيديو تعديش دق ويكرسون حدا يلدو صباح تال ترجع تر учителю Украинч, Беларусь, Гаскиш,
3 bir şey غوشي جرجلو بوي سقم دوي أثر كاتر دلله حلقة نوش أنتو باخ تخو بيلاروس أوكراينش غاز كيت عندك حدو دو تخو غاز كيت نوكشيش حدو دو صباحцу. Он от лица рассказывает, я сразу ночью мата дейц диш хлетиш. А си дейц мадисна и ролика и чуквасин чуа питандина шин цахуа гейтна. Ши кварцахла гейтна. Цар büyük bir şey Gaski bu, Belarus bu, Ukrayinş bu. Почему, если мы одна нация, то у нас разные тейпы, значит, мы разные группы людей? Карим Хрома, я не знаю, кто ты по национальности. Я тебе честно скажу. Я не знаю, кто ты. Мы ногчи. И у нас разные общества, тейпы. У каждого тейпа есть своя гора. У некоторых есть башни. Было бы и у всех, но благодаря войнам и царским офицерам в Кавказскую войну, которую уничтожили башни, и со времен Тамерлана, их у нас меньше. Ну да ладно, сейчас не об этом. У каждого исконного чеченского ногчи тейпа есть своя гора, свое село, своя башня. У нас 7 диалектов, 10 говоров. Я не знаю, что еще нужно. Дышни усо. Дышни вола, тем более ногчи ухо. Дышни воша, вай тейпнеш, дукка дуем, ну хватер два. Дуде, дукка тейпнеш, то шиш, дуккам дай ваем. 6 миллионов, дуе. Нас 2 миллиона. Без малого 2 миллиона. Тот بعد مخيل. Маша Аллах. Будет 5, иншаллах. Это вообще не вопрос. Тейпов очень много, потому что по мере возможности размножения или каких-то внутренних неурядиц люди, конечно, пытаются гаршнех, шедец, эрцани, уэци. Есть те, которые откололись. Но изначально считается, что было 63. Наверное, изначально это было и того меньше, но потом 63 стало. В 19 веке. Дышни, Цуан, Тру, Бен, Аларва, Гунуай. Это большие тейпы. Это большие тейпы. Чинхуай. Вот. Поэтому Пешхуай. Я не всех перечислил. Сейчас я надеюсь, все не начнут спрашивать. Трейнинг унцали, трейнинг унцали. А шабеш пушен бюшбеш. زاد قواي دوقتاي بدوشيكو يا تسوتيا عربي حبلكيروات يوتيوب чуахвина асвина хавола YouTube снова. Все чеченские тейпы идут из чеченских гор, аух махка давалай махка. Абсолютно верно. Первый, кто пришел на эти земли, это тейп чечен. Нету такого тейпа чеченцы. Никогда не было такого тейпа. Были ногчи. Название чеченцы вообще произошло в 16-17 веках. До этого никогда никакой чеченцы тейпа не было. Ногчи исконно древнее название нашего народа. Тейпы появились приблизительно, считается, что с 9-10, я не знаю, честно сказать, не могу сказать, но могу сказать, что на многих картах такие очень древние тейпы, как Галай, Ногчи тейп, Уарсуай, Ногчи тейп, Варандуай, Ногчи тейп, Садуай, Ногчи тейп, какие еще там были?
эти тейпы являются очень себе даже древними. Вот. Приблизительно думаю, что ориентировочно раньше считалось 9-10, но, наверное, намного раньше. Но в любом случае, во времена Аланского царства эти тейпы уже были. Первое тоже. Это неправда. Мелхи 99%, в Чечне проживающие 100% все есть, были и будут Мелхи Нохчибу. Исконно Нохчи тейп. Ну, Тухум тейп. Карим Хромо. То, что ты говоришь, ни одна информация, которую ты говоришь, недостоверна. Поэтому я прошу тебя не распространять того, чего ты не знаешь. Ладно, давайте я сейчас быстро зачитаю вам по поводу кавказяне кабанцы. Это у нас с вопросами немножко подождите, я быстро прочитаю. Надеюсь, что вам будет интересно. Это очень важно. Книга, как вы знаете, свежая книга Хасана Бакаева. Здесь всего 2-3 листа. Я быстро смогу прочесть, если, конечно, вам это интересно. При Дудаеве много чего было. Дудаев, причем тут? При Дудаеве многие начали нести чушь, потому что время вакханалия и внутреннего сепаратизма было очень сильным. Ладно, и мы начинаем. У нас остались неосвещенными антропологические и археологические данные, соприкасающие с затронутой название параграфа, называется «Кавказяне и кабанцы». Если мы обратимся к ним, то убедимся, что они подкрепляют наши выкладки и показывают широкую распространенность в древнем Закавказье и Передней Азии кавказианского антропологического типа, в свое время названного антропологом Г.Ф. Дебицем самым кавказским из кавказианских. Представители этого типа, наряду с некоторыми другими народами Центрального, Северно-Восточного Кавказа, являются чеченцы, нохчи. Можно ли выявить генезис этого антропологического типа? Крупнейший специалист в этой сфере В.П. Алексеев так отвечает на вопрос. Возвращаясь к вопросу о древности кавказианской группы популяций, укажу на огромное значение в этой связи новых палеоантропологических материалов с территории высокогорной Армении. Они происходят из поселений и могильников Шенгавит, Сиван, Чашен, Артик, Цамакаберд, Нардуз, относящиеся к энеолитическому времени, эпохи бронзы и периода от бронзы к железу. Таким образом, налицо бесспорным морфологическим преемственность между древними населениями Армении, в основном проживавшим в районе озера Сиван, современными народами, населяющими центральное предгорье Кавказского хребта. Хуриты, доармянское население армянского Нагорья, древнее ее название Нагорья, Наири, страна Наири, будучи носителями кавказианского антропологического типа, резко отличались по внешнему виду от других древних этносов Передней Азии. Период завоевания Египта, эпоху Хикухазут, то есть принцев пустыни, так называемые гиксосов египтяне, гиксосов египтяне. Хуриты описываются как рослые, светловолосые, светлоглазые воины на колесницах. По утверждению историка-археолога Т.Д. Бибба, именно подражение хуритам на Древнем Востоке появилась мода красить волосы хной. Родственные нахчийцам по антропологическому типу оказываются не только доармянское население Армянского Нагорья, то есть хуриты, но и древнее население Кавказской Албании. В.П. Алексеев отмечает этот факт следующими словами. Ареал кавказианского типа был заведомо непостоянен,
широколицые формы проживали, например, на территории Азербайджана, где их нет сейчас. И далее о времени проявления кавказианского типа. Итак, народы Северного Кавказа и Закавказья, носители кавказианского антропологического комплекса, сложились в глубокой древности. Алексеев очерчивал ареал белого распространения кавказианского антропологического типа и его баснословную древность, уходящую в энеолит, делит его носителями определенный круг народов Северного Кавказа и частично Южного Кавказа. Карачаевцев, балкарцев, хивсур, сван, тушин, осетин, ингушей, чеченцев. Как пишет известный дагестанский антрополог Гаджиев, А.Г. Гаджиев, наряду с перечисленными высшими народами в перечень носителей кавказианского антропологического типа должны быть включены также андийцы Дагестана. Вот. Однако на поверку оказывается, что со всех перечисленных народов лишь нахчийцы, чеченцы, цово-тушинцы, бацбийцы являются не только генетическими, но и языковыми потомками древних и древнейших кавказианцев. В той связи и сам В.П. Алексеев отмечает, антропологические наблюдения однозначно демонстрируют непрерывную последовательность поколения от местных популяций древности, говоривших бесспорно на каких-то кавказианских языках, к современным тюркоязычным народам Северного Кавказа и осетинам. Они не имеют отношения. Для карачаевцев, балкарцев и особенно осетин мощный субстратный слой местного кавказианского происхождения выявлен в языке и культуре. Приход их предков на тюркскую иранскую речь имел место не раньше, чем в эпоху позднего Средневековья, то есть представляет собой заведомо позднее явление. Получается, что по антропологическим данным карачаевцы, балкарцы и особенно осетины мощный субстратный слой местного кавказского происхождения выявлен в языке и культуре. То есть говорится, что они не являются пришлыми, а то, что они переняли язык, это вот я слышу вот именно, что касается осетин впервые. Так что читаем дальше. Здесь немного осталось, конечно. Таким образом, карачаевцы, балкарцы и осетины, сохраняя физический облик древнего автохтонного населения Северного Кавказа, в эпоху позднего Средневековья перешли, соответственно, на тюркский и иранский языки. В этой работе мы провели некоторые данные, показывающие, что этим древним автохтонным населением Северного Кавказа и различных районов Закавказья и Предней Азии были нахчийцы. Относительно закавказских кавказианцев можно сказать то же самое, что Алексеев пишет о карачаевцах, балкарцах и осетинах. Их переход на грузинскую речь заведомо позднее явление, о чем в данной работе говорится достаточно подробно. А часть этого горно-грузинского населения бацбийцев, цово-тушин, и по сей день продолжают сохранять нахчийскую речь. Что касается андийцев Дагестана, то, судя по фольклорным и историческим документам, они своим происхождением также очень тесно связаны с нахчийцами, чеченцами. Чеченский историк и этнограф Саидов так писал по этому поводу. Название тейпов Беной от Бен – гнездо, жилище. Буной от Бун – круглое или простое жилище скотоводов. Андой от Анд – жилище овцеводов, состоящий из длинного дома и ночного загона для овец, на тыльной стороне которого расположены оконные слуховые проемы. Топоним Анда встречается в Чечне часто. Дагестанские андийцы, согласно поверью, произошли от чеченцев, биноевцев, а соседние им каготлинцы от белготоевцев.
каготлинцы и андийцы. Вы как раз задавали вопрос про андийцев. Вот слушайте. О чеченском происхождении большей части андийцев, 4 общества Тухума из 7, свидетельствуют также архивные документы 19 века. В частности, в одном из старинных андийских преданий, переведенном в 1869 году на русский язык Николаем Львовым, говорится следующее. Слава андийцев помогла им значительно увеличить народонаселение общества своего. К ним присоединились 4 тухума из Зумсоя, фамилии Дадыль, из Биноя, часть шамхальского тухума от имени Шамхал, из Нашахи, по преданию местности около Владикавказа, 2 тухума Харчелял и Абичол Дадыль, национальный центр рукописи Грузии. Таким образом, значительная часть андийцев имеет не просто чеченские корни, а происходит от хорошо известных исконных чеченских обществ тайпов Зумсуай, Бенуай, Нашхуай, живущих не около Владикавказа, а в регионе Галанчож на западе Чечни. Поэтому наличие среди андийцев нахчийского, кавказианского антропологического типа представляется вполне закономерным. Вполне закономерным. Так, уважаемые друзья, у нас, я понимаю, что я еще не закончил, но мне нужно перезагрузить. И мы продолжим эфир. Если вам нравится, заходите, и я дальше зачитаю. Я думаю, это очень важно, это очень нужно. Особенно часто люди задавали вопросы про андийцы. Здесь исчерпывающий ответ по этому вопросу. Я надеюсь, по крайней мере. Я зачитываю вам книгу с научным обоснованием. Дальше вам решать. Поэтому, уважаемые друзья, дайте мне 1 минуту для перезагрузки. Кому интересно, заходите, и после я отвечу на ваши вопросы. Очень интересные моменты, и я думаю, что Бу Шабеш Бац, но большая часть андийцев происхождением являются. Ну, давайте я дальше зачитаю здесь подтверждения, научные подтверждения.
Нисколько у меня сомнения в этом, конечно, не было, хотя многие пытались мне обосновать это немножко иначе, но вот мы здесь видим иное. И надеюсь, что ответим на ваш вопрос. Давайте дальше я продолжу, а уже кто подключится и кто потом подготовит свои вопросы, мы ответим на вопросы. Поэтому наличие среди андийцев нахчийского, кавказианского, антропологического типа представляется вполне закономерным. Судя по краниологическим исследованиям, проведенным Алексеевым, кавказианский антропологический тип существует в горах Центрального Кавказа по крайней мере 3000 лет. 3000 лет. Что касается вектора... Что показывает вектор его распространения с юга на север, то есть от Предней Азии и Закавказья, где этот антропологический тип уходит корнями в энеолит, в направлении Северного Кавказа, где он фиксируется одновременно с кабанской культурой 13-4 века до нашей эры. Последние обстоятельства показывают, что создателем этой археологической культуры являются древние носители кавказианского типа, то есть нохчийцы. Это не наш вывод. То, что создателями кабанской культуры являются предки нохчийцев, по нашей дефиниции нохчийцев, было установлено еще в прошлом столетии, и этот факт был признан академической советской наукой. Приведем цитату из работы кавказоведа Казенской, В.И. Казенской. Подавляющее большинство кавказоведов, археологов, антропологов, языковедов, этнографов считает, что древняя кавказская этническая общность, носитель кабанской археологической культуры, являясь мощным субстрактом, последующим почти всех современных народов Северного Кавказа, от Кубани до Западного Дагестана на востоке, кавказианский антропологический тип с картвело-нахскими, нахчийскими диалектами языка, кабанская культура. При всех разночтениях ее признаков рассматривается в качестве значительного целостного комплекса, составляющий древнейший пласт национальной культуры современных карачаевцев, балкарцев, осетинцев, нахчийцев. Следует уточнить, что картвелы в данном случае упомянуты Казенковой лишь по той причине, что кабанская культура, ровно как и реально совпадающий с ней кавказианский антропологический тип, распространены частично и в Закавказье, в тех горных регионах Грузии, которые непосредственно примыкают к центральным районам Северного Кавказа. Как мы уже выяснили, многие этнографические группы в горной Грузии, разговаривая ныне на картвельском языке, имеют, тем не менее, нахчийское происхождение и в эпоху бытования кабанской культуры наверняка говорили на каких-то нахчийских диалектах, сходных, судя по всему, с реликтовым бацбийским языком. Поэтому вывод Казенковой о картвело-нахских диалектах языка носителей кабанской культуры требует указанного уточнения. Кроме того, и сама Казенкова констатирует, что кабанская культура, несмотря на микролокальное различие, создана единым этносом. И весь комплекс приведенных нами в этой работе источников свидетельствует, что этим этносом являлись древние нахчийцы. В более ранней своей публикации, посвященной этническому облику создателей кабанской культуры, Казенкова, отметив, что эти культуры созданы носителями нахчийско-картвельских диалектов, называют множество именитых ученых-кавказоведов, разделяющих это мнение. Иесеина, А.А. Иесеина, Б.А. Куфтина, О.М.
Джапаридзе, И. Е.И. Крупнова, Е.П. Алексеева, В.Б. Виноградова, Б.В. Техтова, И.М. Чеченова, В.Б. Батчаева и другие. Вскользь отметим, попытки некоторых научных, околонаучных деятелей из Ингушетии вывести этногенез чеченского народа из рамки кабанской культуры, упирая на то, что на территории Чечни в кабанскую эпоху была якобы распространена другая каякено-харачоевская культура, по своей нелепости это утверждение сродни курьезному мнению кавказоведа А. Федорова, который включал Ингушетию в зону распространения каякено-харачоевской культуры. Не увязывая долго в этой теме, приведем авторитетные мнения Казинковой. Естественно, географическим барьером для распространения на восток изделий кабанского типа оказался Андийский хребет. Именно к западу от него наблюдается значительное скопление кабанских древностей. И не найдено ни одного достаточно выразительного предмета каякено-харачоевской культуры, центр которого находился в Дагестане. Следовательно, вплоть до Андийского хребта, который географически и административно отношением ныне разделяет чеченцев и дагестанцев, была распространена кабанская культура, а каякенская культура, иногда ошибочно называемая каякено-харачоевской, была распространена к востоку от Андийского хребта, то есть на территории, собственно, Дагестана. Что касается эпизодического обнаружения каких-то предметов каякенской культуры на востоке Чечни, то на западе Дагестана обнаружатся предметы кабанской культуры, что является закономерным признаком частичной диффузии культуры, что является закономерным признаком частичной диффузии этих двух соседних друг с другом культур. Вот. Вообще, обращаясь к кабанской культуре, следует отметить примечательный факт. Ареал распространения этой культуры совпадает с одной стороны с ареалом распространения кавказианского антропологического типа, а с другой стороны с территорией расселения навчийских племен дзурдзуков, очерненной в древнегрузинских письменных источниках, очерченной в древнегрузинских письменных источниках от реки Ламеки, Терека, до пределов Кавказа на западе, жизнь картвельских царей Леонтия Мравели. Эти три совпадения далеко не случайны и имеют фундаментальное значение для изучения этногенеза чеченского народа. Говоря о кабанской культуре, следует также учесть, что по комплексу характерных признаков она неотделима от синхронной колхидской археологической культуры, с которой ее частично рассматривают в единстве как колхидско-кабанскую культуру. Там же в библиографии вопроса. Поэтому этнические признаки выявления у создателей кабанской культуры могут быть отнесены также к созданию колхидской культуры. И судя по всему, именно культурным единством объединяются все те этнокультурные контакты между северокавказским и колхидским регионами, которые упоминались в этой работе. Так вот, при этом следует учитывать, что по своему антропологическому типу древнее население Колхиды резко отличаются от грузинского населения, в том числе от соседствующих с ними западогрузинских этнических групп. Причем это отличие Колхиды от ближних районов Закавказья прослеживается от ранней бронзовой эпохи до эпохи раннего железа. Это свидетельствует о зыбкой почве, на которой выстроено мнение о якобы картвельском этническом облике древнего населения этого исторического региона. Этого древнеязыческого региона. Так вот, и материал, который я вам зачитал, ссылки на этот материал. Дебец ГФ, Алексеева ВП, Биб ТДЖ, Дьяконов ИП, Гаджиев ГА, Алексеев ВП, Саидов ИМЭ, Алексеев ВП, Ковалевская ВБ, Казинкова ВИ, Казинкова, Федоров
А, Казинкова опять, Воронов ЮН, Шевченко АВ, Погребова МН. Вот все из тех, которые... Итак, заключение. Итак, приведенные нами исторические и топонимические свидетельства показывают, что название Нахче, Нохчи, с глубокой древности было распространено не только на Северном Кавказе, от верховьев Кубани, на западе до границ Дагестана на востоке, и в Закавказье, крепость Нахачевань в Кахетии, город Нахчевань в Кавказской Албании, селение Нахачеваник в Карабахе, Арцахе, но и в различных регионах Предней Азии. Нахчеван на западном берегу озера Урмия и Нахачеван в Карской области Турции, древней территории Матиены и Урарту. В приведенных нами источниках на этих обширных территориях засвидетельствованы не только топонимы, в которых присутствует название Нахчи, но и, соответственно, носитель этого названия, то есть народ Нахчи, в древности живший в этих регионах сплошными массивами, которые в течение времени под влиянием исторических и военно-политических процессов, превращаясь в разрозненные анклавы, разделенные анклавы. Запомните. Так, подождите. Название древних, живущих в этих сплошных массивах, разрозненные анклавы, которые окончательно исчезли в эпоху Средневековой. Судя по историческим данным, наши предки сыграли выдающуюся роль в политической, культурной, этногенетической истории Кавказа и Предней Азии. Здесь уместно будет привести свидетельство средневекового армянского историка Вардана Великого о значении древних нахчийцев, кавказян, для истории всего Кавказа, которая цитирует в одной из своих работ ученый-востоковед Патканов. Относительно царей грузинских, в их книге говорится, что Торгом после потопа пришел в область Айрарат с 8 сыновьями, из которых 3 Гаус, Картлос, Кавказос занимали первенствующие места. Завладев странами, они назвали их по своим именем. Гайк, Армения, Картл, Грузия и Кавказ. Они господствовали в областях, лежавших между Понтом и Каспийским морем, до времени Михрана и внука его Арбака, который женился на персианке Сакдухе из Портава. Эта Сакдух, будучи бесплодна, уверовала в Христа, который даровал ей сына Вахтанга, прозванного Гургасаром, что по-персидски значит волкоголовый, так как у него на шлеме впереди было изображение волка, а сзади льва. Он женился на дочери императора Льва, и от него происходят цари до Тефтаса, который ослепил Аббас. Таким образом, армянский средневековый историк со ссылкой на книгу грузинских царей, вероятно, это «Жизнь картвельских царей» Леонтия Амравелли, отмечает, что нахчийцы, кавказяне, наряду с армянами и грузинами были одним из 3 ведущих народов на Кавказе и дали свое имя всему полуострову между Каспийским и Черными морями. Поэтому наличие в древности на Кавказе и в Предней Азии городов и целых регионов с названиями Нахчеван, Нахчери, Нахчимат не может вызывать у нас удивления. И, наконец, важнейшее для изучения истории и этногенеза чеченского народа свидетельства, отмеченными в этой работе, мы считаем: первое, то, что государство Урарта носило параллельное название Нахчеван. Второе. То, что население Закавказья, города Нахчеван, еще в древности, средние века, по крайней мере до 13 века, разговаривали на языке, непонятным окружающим народам, из чего следует, что язык нахчеванцев тех эпох
не был ни армянским, ни тюркским, ни арабским, ни грузинским, ни курдским и ни персидским. Вследствие чего мы предполагаем, что он в полном соответствии с названием этого народа был нахчийским. И то, что по свидетельству Фомы, Тофмы, Арцруни подтверждает и Манандянам, академикам Капциняном, области Сасан, Сасун, Сасин в Средневековье, то есть в 9-10 веке и позже проживали этнические урартийцы, халды, кути, гути, которые в исторической литературе обычно описываются как народ, исчезнувший задолго до новой эры. Последнее обстоятельство для нас важно еще тем, что позволяет датировать нахчийско-урартские этнолингвистические культурные связи не только периодом до новой эры, но и средневековым периодом, то есть по историческим меркам сравнительно недавним временем. А это, в свою очередь, заставляет по-новому оценить бесспорное этнокультурное родство, которое все более отчетливо проявляется между нахчийцами и хурито-урартийцами. Многие вопросы в данной работе только поставлены, и ответы на них зачастую прочерчены пунктиром, без углубления в затронутые тематики. И нам представляется, что усилия чеченских ученых, историков и лингвистов должны быть сконцентрированы на решении интереснейших этногенетических задач, возникающих на основании выявляющихся научных направлений. Ссылки: Бакаев, Патканов, Аджи Ибн Дунья, Ямпольский, Манандян, Капацанян. Вот такие. И дальше здесь идет Абаев, Кулей Бакхимов, Абрамян, Авдиев, Адонц, Айвазян и многие другие ссылки, которых сейчас я вам скажу, сколько ссылок на этот материал. Сейчас я вам скажу. Да, 230. Сейчас я вам скажу, сколько ссылок. Триста 370 ссылок. Это колоссальная работа. Которую провел наш уважаемый Хасан Бакаев. И я думаю, что материал, конечно, это одни из самых сильных. Так, я смотрю. Послушай, хватит, уже никому не интересно. Вольфо 1975. Если тебе не интересно, ты можешь просто-напросто выйти и уйти. Тебя здесь никто насильно не держит. Все, кто любит нохчий народ и нохчий историю, это всем интересно. И это для меня, это вот сейчас то, что я прочитал, это очень важно, это очень значимо. Это древняя история нашего народа. Великолепные работы, много поставленных задач, направлений, по которым нужно работать. Это наша история, это все, что нам нужно знать. Очень важные моменты, которые указываются. Особенно понравилось касаемо кабанской культуры, разоблачения нарнийцев. Поэтому я думаю, что с этим вопросом никаких проблем у нас не должно возникнуть. Ну, я реально, если среди вас есть немножко хотя бы понимающие в истории и любящие историю нашего народа, это направление очень важное. Это очень сильно. И я понимаю, что вы просто-напросто многое пропустили, многое неинтересное, потому что это вот, как говорится, просто книжный червь. Но стоит отдать должное, это очень важная и очень нужная информация. Здесь говорится очень много о
единении, общих каких-то и корнях, и лингвистических корнях, и культурных корнях между грузинами, чеченцами, нохчийцами и остальными, как говорится. И работа, конечно, Хасана, как всегда, огромная благодарность ему за проделанный труд и работу. Реально можно только восхищаться. Вот зачитали сегодня, мы зачитали только один параграф, я думаю, на сегодня в любом случае хватит этого. Это, конечно, не то, что многие бы хотели бы, чтобы грызлись, но это про андийцев, то, что мы зачитали про андийцев, это было очень важно. Вот. Это не легенды. Нет. Легенды, история, это все описание, понимаете? Происхождения. Это зафиксированные моменты. Конечно же, никто не знаком с ними, ни Таргамасом, но это вот появление, а иначе никак не обосновать название Кавкасиана, откуда появилось. Вот я, конечно, вот, реально, это очень крутая вещь. Огромная благодарность, конечно, ему, Хасану. Вот, я надеюсь, что многим сегодня понравилось. Кто, конечно же, хоть немножко в этой теме, как говорится, пилит эту тему. Но это вот реально крутая вещь. Так, что здесь? В главном бою UFC сойдутся Хорхе. Да не нужно мне твои бои и так далее и тому подобное. Ты к черту. Вот так вот. Ну хорошо, давайте теперь задавайте, если у кого есть возникли вопросы, буду отвечать. Насчет тейпа Гезла я видел, вам по тейпам нужно смотреть или по книге Ахмада Сулейманова смотрите. Вот, надо посмотреть, я сейчас так сабум все не помню. Ну, Гезла это, конечно же, чисто нохчи тейп, прошу не путать, Гезла тейп и Гезла тейп. Ялхо чечен на русский переводится как... Нет, Вольф 1900 с Ялхо не переводится как слуги. Ты, к сожалению, пишешь, я не знаю, походу ты не знаешь своего, как говорится, своей истории не знаешь и своего языка не знаешь. Вот, это чушь собачья. Мне тебе очень жалко, ты вопросы задаешь, конечно, очень такие наивные. Чей молодиза обошла. Нет, я сейчас закончу. Не, оставь, это бесполезно, он, походу, не знает наш. Я сейчас закончу, продолжать я не буду, к сожалению, у меня уже нет возможности. 3 часа уже все, как бы предел. Использовал все, что мог, как говорится. Завтра, может будет, может нет. Ахмад Сулейманов, топонимия Чечни, Межидов, Хажа. У него, и еще Натаеву книгу возьми, у него должно быть. А если ты хочешь именно спросить по тейпам, специализируется у нас Азамат, Дышный Азамат, он Цюнхата, он вроде бы тебе может что-то рассказать. Тоже по этому поводу. Вот. Ну, насчет ауха, насчет ахка, скажи чеченцам, они чистые или... Что значит чистый или нет? С каких это пор аух был нечистым? Аух до 1921 года всегда был, есть чисто нохчийским районом в основном. И там проживают чистые нохчи. Никаких сомнений в этом нету и не может быть. А всем, кто говорит иначе, пускай придут ко мне в эфир.
и докажут мне, что они нечистые или что они не нохчи. Хоть одно доказательство. И назовет тейп, который проживает в Аухе. Разницы нету. Междуречие Терека и Сулака, так назовем. Ауха это все-таки более маленькое. Междуречие Терека и Сулака. Где бы ни проживал хоть один чеченский тейп, который произошел не из исконной своей родины Нохчичуя. Пускай назовет хоть один тейп. Не надо сейчас Чечен 197 говорить глупости, из Чечни там кто-то говорит. Мне тоже говорят, что кто есть в Аухе акинцы, которые говорят, что они отдельный народ. И эти дураки. Поэтому это ерунда, это недостоверно, эти люди безграмотные. Повторять ошибки безграмотных, я думаю, не стоит. Вы же не будете материться из-за какой-нибудь баран необразованный будет материться, больной ходить там раздетым по базару. Вы же не повторите то же самое, что и он. Не стоит повторять и ошибки. Ауховцы чистокровные нохчи. Исконно были, есть и будут и остаются ими. Вот, как минимум до 50 тейпов, и все эти тейпы являются чисто нохчи тейпами. Диалект это акинский диалект. Ничего в этом такого нету. Вот. Называйте их как хотите, акинцами, акоками, акисами, аки. Это все, конечно, всего лишь название одного единого народа. Это просто общество, которое проживало в этой части. А то, что у нас был выход до самого Каспийского моря, тут никаких сомнений нету. Башлам, Кири Тейпл, глядь, Сумахайон. Кири Тейпл, глядь, Сумахайон, Тейп дуйхас, ну и вот, хей, шнохчи бу аларби. Отдельно про каждый тейп я рассказать не могу сейчас, для этого мне нужно время. Сразу щадик дык. Вы не забывайте 200 с лишним тейпов, и пока каждый тейп очень сложно запомнить всех. Я понимаю, что каждый хочет, чтобы про их тейп рассказали, что они такие, что они сякие. Это не так просто. Нужно над этим работать, нужно искать. Сашун мала ара, насколько сказал, и найди, пойди, поищи, напиши, сахуля. Надо искать, надо работать, надо трудиться. На все нужно время и так далее и тому подобное. Но у нас все хотят все бесплатно, быстро и давай, сделай. Так не бывает уже. Вас много, я один. Вот. Даже элементарно историю своего народа касаемо там о дзурдзуках, о кабанской культуре и так далее, и тому подобное. Очень много чего написано. Вот. Ничего подобного не было. Вольфа, тебе нужно пройти краткий курс, школьный курс истории, что касается тюркский народ, что пришел там, поселился. Никто не знает эта версия. Аварцев там вообще не было. Аварцы спустились позже. Это само собой. Там проживали. То, что касается тюркских племен, что они появились там со времен Тамерлана, это тоже под вопросом. Некоторые считают, что тюрки потомки и хазарского каганата. Кто-то говорят потомки гуннов, которые пришли раньше их, поэтому я бы не стал. Аварцы вообще автоматически уходят, там их не было, никогда не было, появились позже. Вот. А вопросы твои, конечно, немножко такие шовинистические и незрелые. То у тебя одно, там, то у тебя другое. Ялхуай, у тебя оказывается ял
налог вроде бы считающийся ясак, ял, а у тебя это каким-то образом стало рабами, короче, тебе сколько лет-то хоть, я не знаю. По всей видимости, не все кумыки пришли под... Нет, ну, кумыки хорошие соседи, не надо плохого говорить. В отличие от многих других тайпов, кумыки оказали чеченцам очень много моментов, где они проявили себя достойным образом. Стоит отдать должное, они достойные братья. Они воевали с шейхом Мансуром, причем входили огромным количеством его армию. Они во время депортации многих чеченцев укрыли и сказали, что они кумыки. Они не позволили разрушить те кладбища чеченские, которые находились рядом с кумыкскими селами, сказали, что это кумыкские кладбища. Поэтому стоит отдать должное. Нет, я не говорю, что ты сказал, простой из непростых. Кумыки достойные братья мусульмане, наши соседи хорошие. Это я про них ничего плохого не хочу сказать. Ну да, есть там какие-то моменты у нас с ними терки. Они немножко по территории Чечни там говорят, что до Гудермеса их. Но вот это есть у них немножко. Но это у кого его нету. Ну, видишь, аварцы тоже говорят, до Каспийского моря у них и был выход. Хотя никогда этого не было. По крайней мере, по той дороге, которую они показывают, не было. Вот. А вот кумыки, и после возвращения с депортации кумыки тоже неплохо, как говорится. Но и простой из непростых Ваша. Я думаю, недаром их некоторые научные ученые пишут, что все кумыки, которые проживают в Чечне, это, на 90-80% это те же самые чеченцы, которые называются кумык. Ну, это так, я немножко пошутил, конечно. Вот, не в обиду, конечно же, нет. Кумыки — это кумыки, отдельный народ. Но мы их уважаем, ценим. Это хороший, братский, мусульманский народ. Что касается пришлой, не пришлой, тюркские, не тюркские, 800 лет, 1000 лет, если они являются пришлыми, то что уж говорить о некоторых других, конечно. Но они очень сильно повлияли на Кавказ. Тюрки очень сильно повлияли на Кавказ, стоит отдать должное. Вот. Но, к сожалению, они сегодня очень в угнетенном положении. Вот. Не у нас. У нас-то все нормально с ними. Мы как одно единое целое. Мы не про себя, а до остальных это ихняя проблема, как говорится. У нас только одна проблема с ними. У нас и вообще у историков или тех, кто исследованием занимается. Мы обсуждаем героев, которые мы оспариваем. Вот есть с ними немножко проблема. А так, в принципе, нормально. Там Ташу Хаджи Сейснар, Ташу Хаджи Сейсанский. То ли он из Тейпа Цуантра, то ли он из Тейпа Дышни. У Дышни есть доказательство, что его дедушка был Бобхадж Дышнинский. А то, что Цуантра, он сказал, что я из народа кумыков, из Тейпа Цуантру. Но у кумыков нету Тейпа в Цуантру. Цуантру — это исконно чисто чеченский тейп. Значит, если Цуантру, он из Тейпа Цуантру, то получается, что он получается Нохчи. Эту работу нужно исследовать, нужно смотреть. Я, конечно, по частичным собираю, работаю над этим. Извините, дайте собрать, дайте посмотреть. А так я был в группах многих кумыкских. Группа я был, я, конечно, видел. Конечно, очень много там интересных моментов есть. Веселых моментов есть. В принципе, к нам у них негатива. Вот с ними и у нас единственный вопрос. И 2 карты я увидел у них там. Чуть ли они по этой по Сунжит не доходят до Карабулака, то есть до Псидаха, там в этой области. До Назрани они доходят там. А вот
свою территорию. Вот 2 карты они фейковые создали. И что еще? И они спорят с нами, вот, обсуждают по поводу, да, до Назрани, да, земли таким острым углом, Кумыкия там написано. И второй вопрос, это они оспаривают некоторые исторических наших героев, которые являются исконно нахчийцами, но они пишут, что они кумыки. Вот эти 2 момента. А в остальном плюсов очень много с кумыками. В принципе, очень хорошие соседские отношения, взаимоуважение. Они мусульмане. Опять же, я говорю, со времен шейха Мансура они были в армии шейха Мансура и помогали. Вот. Во время депортации показали себя достойно. После возвращения себя показали достойно. Вот. Я не слышал, по крайней мере, такого, чтобы кумыки сели в чеченские дома, на чеченских землях и не отдавали. Такого я, по крайней мере, не слышал. Вот. Имеется в виду, вот, как делают это наши соседи с Ауховского района, с Казбековского района. Башлам. Но когда я говорю, что мы самые такие патриоты чеченцы, которые выразят нашу нацию за Чечню тут в Хасавюрте, я не понимаю, почему некоторые братья Чечни думают, что... Это потому, что, к сожалению, не цены, это не из-за этого, ты не обижайся на этих людей. Это вечная проблема, кто живет на границе. Все, кто живет посередине, всегда думают, тот, кто живет по краям, что они там раз-раз женятся на соседках и так далее. Это касается восточных соседей, это касается западных соседей. Разницы нету. Мы же точно так же считаем, что и западные соседи там переженились с соседними народами и так далее и тому подобное. И с восточными. И ты думаешь только там? Многие даже не знают, где Панкиси, но считают, что потом почему-то все кистинцы женаты на грузинках. Все думают. Но это не так. Это глупости, конечно же. Не все, кто проживает в Казахстане, чеченцы, женаты на казашках. Вот. И то же самое. Не все, кто в Германии, женат на немках точнее. Или француженках и так далее и тому подобное. Но я думаю, мысль дошла. Просто вот эти фратры приграничные, если живут по соседству, допустим, если бы вы жили с осетинами по соседству, вас бы упрекали, говорили, что вы там, у вас родство с осетинами. Ну, упрекали в каком плане? Это не потому, что осетины плохие, или сюлев там, или румки плохие. Нет, речь, просто вот такая тупая психология у некоторых людей. Если живет по соседству, они думают, что вот должно быть очень много браков там и так далее и тому подобное. Хотя это само собой недостоверно. Вот. И процентное соотношение женатых в Аухе на Сюле или Румке намного меньше, чем в некоторых других районах. Вот. Такая вот ситуация. Ничего такого нету, это никого не в обиду, не в оскорбление, но такова ментальность. Вот. Упрекать тут некого. Ну, почему-то вот некоторые люди думают, если ты проживаешь в Наурском районе, Наурский район, там терские казаки, и все думают, что там женатые на терских казачках. Но это не так, конечно, это чушь собачья. Причем тут это, мы не женимся на Дагестане и так далее, но ты понял много. Чечен, я не знаю, сколько тебе лет, но мое объяснение ставит все на свои места. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Я знаю, я тебе говорю, вот люди вот так думают, раз по соседству ближе егиалем и отцам. И дольше думаться бас, ты хоть меня слушаешь, я не знаю. Хамидов Дересхил. Браков мало, но языковое влияние будет, конечно. Языковое влияние будет. Это не зависит от этого, от того, что там ыканье, гыканье, вот это всегда было и есть. Это уже, если человек любой переедет в другое место, он то же самое будет. Вот поэтому
Эльмавасу, Вольфа, Эльмавасу. Ты, конечно, знаток, конечно, чеченской географии, но ты очень сильно ошибаешься. Кроме Беной, там проживают очень много других наших тайпов. Я просто-напросто чечен 197, я тебе объясняю. Это не так. Я говорил же, сразу сказал, что это не так. Вы на самом деле не женаты, многие на дагестанках. Но люди, которые живут посередине, все думают так. Думают. Если меня спросить, вот мой муяло, нохчичо, зуд муяло, допустим, вот ты, зудьяло звала, ты живешь в Хасавюрте, масла. Ты вряд ли поедешь жениться в Ачхой-Мартан. Возьмешь жену с Ачхой-Мартана и увезешь ее в Хасавюр. Ты не сделаешь этого. Как делают сегодня нохчи? Юртарни геали, потому что улерхали. Давага, савага, дикнагона. Ну, примерно я тебе объясняю. И это вот откладывается в голове. Хотя было бы великолепно и для скрепления нашего народа, если бы восточные женились на западных, а западные женились на восточных. Тогда бы этих проблем не было. Но, к сожалению, лень, наша лень, вот они вот юртарю, юртарчо, юртарни геали, я улерчо, иштиали, ишни слой. Ну вот, сегодня... А зря в Ачхой-Мартане. В Ачхой-Мартане самые красивые девушки. Не только в Ачхой-Мартане, вообще Ачхой-Мартановский, Сирноводский район, самые красивые девушки. Самые красивые парни это нахчмахоевские парни. Самые отпетые наглецы и воины южные чеченцы. Самые добрые и веселые это северные чеченцы. А кто живет посередине в Грозном, самые лысые. Вот я про себя говорю. Эцауриш хаз зудбеш, ду эцау хаз генти бу, эцау беш вечно цаш гарч эрлаш бу, эцау беш самуне бу, цаю кашту соук унзал бош, и все. Башлам, техиз ю Ачхой-Мартане. Дал си дуэла. As nīs buvo vašā savu jurtar cākeror, jācertie būs šilkevsko ruso, vēl arī jālru, palhieti дайси. Ну вот я же это говорю, в этом и есть проблема. В этом и есть проблема. Да и когда ты ехать нахбагача, галар, сохаса юртар дутхо, дайгает, сайгает, гергел, тезиет, тавовьез, авовьез, ну вот такие вот вещи есть. Ну, это, конечно же, ни в коем случае не дает. Это так или не так. Башлам, как раз наша соседка... Assalamu alaikum, брат. Ва алейкум, ассаламу рахматуллах. Деху амуа, брат. Алхамдулилlah, деку, дела ехтан цане. Ты моя, брат. Саце башлам, юх. Понял. Деху, деху. Он ляшу, агуаттар да, хугатлу шура. Просто... Цау просто лгачор сама, цау. Вопрос лушмаори нахар, когда кэру, ну, короче, дарка дичь. Хугатла шура. Цау, я акролай. А? Нохчичер, я акролайан. خاطر تسقي تسو نوخ يحكر لوي بو كدو Не, нохчичер, я акролай барасам. غاسق مقطع يقدر يحصد يحصق ابوشن. Ты можешь там у себя в Чечне мне девушку найти? Нет. Созаводить лишь, молодца. Это вообще бая. Не, ты явно обратился не к тому. Я такими вещами не занимаюсь. Так что... Он да, царем. Просто... Остагергер يقعد دلعت عن حوضي ترزاو دي سدون
Я сам-то я сам никого не видел, ты говоришь, Нет, ты поэтому... просто там вопросы задавал, из-за этого мне тоже Не-не-не, интересно было. я понимаю, что я сейчас затронул очень больную тему по поводу женитьбы и кто бы где женился, кого бы найти, но это было в качестве примера, не больше, не меньше, есть ситуацию. ما أعطينا مخلص من что. Я что, ну, Mega, Murat, kıyımım dersen katılır. Да, там просто их отляшивался, только прошлый шел делать. Ватсон, что я этим не занимаюсь. Но, Хаусар Дуя, да, Ватса. ما يش خير ده دوش خير دو قايم رات. Вот веселые ребята. Клянусь, Аллах, если бы если бы какой-то серьезный вопрос задавать, имеется в виду, пытался бы кто-то отправить запрос, не дошел бы. А видишь, парни, я просто один раз нажал, сразу дошел его запрос. Ну, парень, видите ли, решил, с чего, я не знаю, решил он. Ну, решил, что я кого-то с кем-то знакомлю. Или вообще. Ну, короче, веселые ребята, короче, у нас в жизни. Так что, если вдруг Башлам, как раз наша соседка вышла из Ачхоя замуж за Нохчи из Хасавюрта. Молодец, Юпе. Башлам Баркал, сегодня эфир был очень интересным. Я бы, конечно, продолжил, но, к сожалению, уважаемые мои друзья, в последнее время у нас не самое лучшее положение. Поэтому вы на меня не обижайтесь. Это он, как говорится, у нас не лучшим образом. Я пытаюсь как-то, но и как вы сами видите, с донатами у нас не айс, и с возможностями сейчас кризис у всех. Вот, поэтому пытаемся как-то из этой всей ситуации выйти и понемножку провести эфир. Но сегодня я считаю очень важным, очень интересным был момент по поводу книги, которую зачитал параграф Асана Бакаева, особенно про тейп Анди. Я думаю, что это имеет под собой основание, очень важное основание. И честно вам скажу, кто бы что ни говорил, всегда говорится о том, что 19-18 век, край нашей вот как бы границы между нами всегда стояли андийцы. Я это очень часто замечал, но не придавал этому значения. Не знаю, почему их приписывают, андийцев приписывают к себе аварцы. Не знаю, честно сказать. Хотя это их личное дело. Сами, кем они себя считают, это их личное дело. Ну вот видите, кагатлинцы от белготойцев появились, а андийцы в основном, говорят, появились от биноевцев. Вот такой вот научный подход. Так что ситуация юкшун. Уже. Еще у нас осталось 8 минут, и мы за 8 минут, если постараемся. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Bildiği başlam. Да, вывезил. Başlam mēs nāvastā šo privātlietas neredz. Zudu karıya boğaça. Zud havaya عشان bak. Maşallah maşallah. Şu kovuna gala iş kıladı. Akkoya abi. Обратиться дердо başlam. Вроде бы я никому не искал, но... Alhamdulillah. İş dol dikdok voçu мандадот. Başlam. Такой вопрос. Андой бахт. Андийцы, вот я вот позавчера разговаривал, вроде бы еще историку, я
12 лет изучал историю Бог, короче, мне андиец один рассказывал, Мгм. انت حق دو دات انت حونسن историю шوي кезик буквой хомюга нах. Мгм. Вот насчет андийцев, Алгерцо, вот он мне рассказывал, что хажит азикардеш мобуиш, Мгм. так, он мне говорил, что были два брата, и вот андийцы и чеченцы, определенно, тейп элэрцо, тейп да, тукум дырки, что они, короче, ну, произошли, имеется в виду, произошли от этих двух братьев, Андобош, Цавошхила, Уж, Хугилайн, Дыгдзедосон. Дыгам Дорсон, и Ну, если Цейр. я знаю, легендука, из легендука, книжки я Я советую хватом башлам, Да. Ажим атайти диндерас эфирдер. Ну, Он ишь, рассказывал, всегда говорят, они говорят, не все андейцы бахцар. Но часть из них ой хабюль бахцар. И у них своя есть древняя вот эта легенда, от кого и Анди, и Вежри Хилаэр. Но вот часть из них бейноша хабюль бахцар, именно бейноша цар, ой, исконно ночи, галанчаша хабюль бахцар. Понимаешь? А часть из них уже чаще андой бахцар. Ну, я об этом часто говорил, но духа берша, больше. Ну, как вигон, как атлинцы, цара, белтуя хабюль. Ага, так как раз они говорят, он мне говорил, что асбат, к примеру, что паспорт аварцит аязим, мадуй царин, к примеру. Асбат, аварцит аязим. Так что было? Куза больше барсон, аварцит аязим барсон. Циган больше аязим, циган больше аязим, Дагестане. Куза больше аязим. Там же 7 наций они объединили в одни аварцы, короче, чтобы численность большая была. К примеру, я тоже историю изучал, да, аварцы, таязин. Мы даже друг друга не понимаем, болцо, да. У нас ближе, мы к чеченцам, болцо, потому что от двух братьев мы произошли, короче. Многие из них звонили мне, говорили. И дедойцы говорили, и андейцы говорили. Не приписывайте нас к сюле, сейчас сюле дать. Мы язык их не знаем, мы культуру их не знаем. У нас своя культура, свой язык. Но под влиянием, вот сильным влиянием, они говорят, что вот во время особенно уерицин, и аварец, вот на Д фамилия, куерц. Даниэлов, Даниэлов, сюли, это очень давчина, сейчас насильно присоединить на барца. Сумбаня, я за что барца. А так они многие говорят сейчас, ночью стане улиходу сейчас гергер. Да и ДНК же показала, не сюли ДНК у них. ДНК Гочи. ДНК, да, там есть факты, да, Башлам. Факты есть, да, что ДНК не показала, что царь и кровный, царь умдацел. Да, показала. Прикинь. Сюли J2 бац. Ага. Ich dacht, als Milchbusch, Marian, en Sergio Riata zogcho, moch tsari qonq bol nakhir budat taqta moer da короче. Короче, az Milchbusch qetqa, жили qonq bol nakhbat, Казбековский район там туда-сюда. Царь чума, да, получается. Послушай, у андейцев, у части андейцев свой язык, своя культура, даже одежда, даже иушел, хумш разные уцы. Это, фили и гойхил сия хилла батуш. Гойхил сула дуйма, хай. Сула сия хилла батуш. Ю потом под влиянием шайз ломар вабиш, вабахкин. Вот эмштяш халбана, иш вабахкин. Иш юкнес бельбош. А там ничего такого нету. В принципе, такого ничего нету. Но сегодня в этой книге, там уже научно доказывают, что часть андейцев из-за ногчи цашеку яцбаца. И это достоверно. Почему? Потому что это показывает, и в многих книгах указывают это. Часть из них, вот которые мы называем тейп анди, еще выехал, а еще
R1 BA1 هر حينوتي تسغانسو ناقل حينو بسا فما غير عدا زيدو على سونجو دات والله دات ديستريتلنا دوي ع بيشبول نيق باتر بيشبول حالس توم دات دوقم دوني الحمد لله هايش دال كروچي گورا وين وقع ان داغستان primero ser داغستان رو سخوشر primero رو دات истории башта ушват дат كروچي گورا ان ديز دوقا ام دو اقچا primero и вой диз дол ча кар сразу зацепить дуй короче خاصو хорошо respect de вада вплоть агар до того, сразу вплоть до того, что 2800 домов до сих пор живут лакцы и аварцы и не отдают исконные дома, земли нашим братьям ауховцам. Знаем все. хотя бы Из хотя бы этого Баба Юртовский, Кьеч Районшкер, Нохчи Шилатниш, Хацадели, Духом Шадек Хаунсу. Просто-напросто иди чему не слушаем. Когда я это говорю, это что сопитан то, что кулхете. Поэтому я могу рассказывать только в контексте истории. Я как историю могу рассказывать. Ну, действительно, на самом деле, Аспирбит план, Бехпомбила. Действительно, на самом деле, по истории, даже если далечена, до Терика, к примеру, Латанч, выехал, остров Чечен, просто так, моя тигаля. Это было, это все мы знаем. Эта история показывает, это было все. Но факт в том, что хотя бы Ауховский район, к примеру, Балин и 44 года, Вахаужин Би, хотя бы это же можно признать. Муэрдог, тоцен нохчи дел, окозурда, всю жизнь лечь, хавен ухсо, тоцен нохчи, к примеру, дич хазда так, короче, вай пачхан. К примеру, تعامل لتالي تشوقع حوين وقصو по сегодняшний день حوق شوق دا مغلادات سيوخا بلناوش دي короче. سؤال غير ترقودو وي شيكو يحسن صد يا داخ سؤال غير ترقودو بينوكي جابو تويتر سوالسوق شو سيوشر إندو والله دا ميكا سيولت إيه ميكا وي سيولت إيه تونيا كوليتالي تشوقع عدوخش مودو يتزارز موير دوغ خبين شخينا Ош хазада. Братан. Это необразованные люди, я думаю, которые мне говорят, я примерно так думаю. Нет, асам объяснить, докайцан, когда я объясняю это все, они понимают. Но асбор куда гаян. К примеру, танляр дина, согоинч гаяна, лесе моердог, тахар надатво, позурта дат, он примерно инсо милу цагаан. Но он к примеру, боуш нахбуса, гергал нахбуан, боуш. سؤال ترقدو وين زغينش خينا برقي شو تسيدوش تسيبور قدو مغيان اش تسيدوش كروچه حبي نخبو قاقيتيا نوخشي باتي سولي بويش قيتيا سماغتين دا قيدا هرلاتنش ديزاديزان بلبخش تاري ورد ديش اسلام رو وحابين يرلاتنش ينساعيت نوقع موير دعدش دوبار تار يدعدش خينا ويوقعبه ويناخ كروچه امينول بار تاق ويوتحن وخشو غيتنا بار كروچه ويسبرغ دايت لدري اشسين دعدش دانجانا توقع شدولچه دايتن هوقع وعد دايتن تخشو سن داغي دعدش دوتخو الا بار سعدنا وستدات اسلامش كر سنادين كروچه настолько ويوقع دات غيچه داجه تمكش حبي انبويش انتعرزا